Алло. Слышно. Нас слышно, да? Ага. Добрый день, уважаемые коллеги, участники 12-го Всероссийского форума «Здоровье-сберегающее образование». Мы вас сердечно приветствуем из Арктики, город Надым. Значит, две организации, наш научный центр изучения Арктики и Центр общественного здоровья и медицинской профилактики являются организаторами нашей конференции. Поэтому мы всех вас сердечно приветствуем. У нас хорошая погода, мороз, снег, здоровая погода, поэтому желаем вам тоже здоровья и успехов в нашей работе. Значит, сегодня второй день работы нашей конференции в формате круглых столов. И наш круглый стол посвящен вопросам содержания и организации подготовки инструкторов, методистов по реализации корпоративных оздоровительных программ для учителей. В нашем круглом столе уже заявились 9 выступающих, 9 докладов. Регламент времени у нас с вами на все 2 часа. Поэтому, коллеги, я предлагаю, значит, каждому докладчику дать до 19 минут, 3 минуты в прениях. Вот, вопросы задавать можно в чате. Ну и после уже того, как будут заслушаны все доклады, вот, если будет время, а мы постараемся, чтобы было время, соответственно, сказать, можно будет задавать вопросы выступающим, высказывать свои предложения, идеи, вот, и, соответственно, сказать, отвечать на вопросы и выступать по теме нашего круглого стола. Ну, первый доклад у меня. Ваш покорный слуга Виктор Васильевич Семикин, заведующий сектором социальных и психологических исследований Государственного казенного учреждения научного центра изучения Арктики, доктор психологических наук, профессор. Вот. И мой коллега, значит, соруководитель, значит, это Токарев Сергей Александрович, главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, доктор медицинских наук. Вот. Ну и позвольте, значит, мне начать открыть нашу конференцию моим докладом, который как раз и посвящен вот проблеме подготовки учителей к здоровьесберегающей деятельности, вот, и в том числе, так сказать, и укрепление их личного здоровья. Называется мой доклад о государственных задачах и правовых основах внедрения здорового образа жизни и культуры здоровья в российскую действительность. Потому что прежде чем какую-то работу осуществлять, естественно, мы должны с вами понимать, знать и опираться на те государственные документы, которые регулируют ту или иную деятельность. Так вот, мы провели работу по рассмотрению, так сказать, вот этой законодательной основы вообще здоровьесберегающего образования в стране. Вот. И, значит, пришли к выводу, что существует огромное количество документов, значит, в том числе, так сказать, более 2 десятков за последние 10 лет. Что не идет? Более 2 десятков за последние 10 лет. Вот. И прежде всего я хочу обратить ваше внимание на как раз вот эту законодательную нормативно-правовую основу в области здоровьесбережения. И это как бы основа вот нами представлена, значит, в ряде, так, а где? Просто. Значит, представлена на вот 2 слайдах, значит, целый ряд документов, начиная, так сказать, с главного закона нашей страны, Конституции, федеральных законов, указов президента, распоряжений правительства, вот, в том числе, так сказать, и региональных правительств. Вот, всего, значит, здесь вот мы привели немногим более 15 документов, вот, но их, конечно, гораздо больше. Мы выбрали просто наиболее, может быть, важные для нас
который, так сказать, является основой вот для нашей работы, нашей деятельности. Вот. Понятно, что этот список далеко не полный. Вот. И в качестве иллюстрации я привел здесь несколько документов, имеющих отношение к нашему региону, арктической зоне Российской Федерации и нашего региона Ямало-Ненецкого автономного округа, чтобы на примере, так сказать, показать, значит, какие возможности нам предоставляют эти нормативные документы для работы в этой области. Во всех этих документах сформулированы государственные стратегии, цели и задачи, критерии, нормативы, а также конкретные планы и мероприятия по сохранению и укреплению здоровья различных слоев населения России. И все это в общей сложности составляет законодательную базу для работы в области здоровья сбережения и здоровья созидания соответствующих министерств, ведомств, государственных и общественных структур, образовательных организаций и в конечном итоге нас с вами, коллеги, то есть тех специалистов, которые работают с детьми в области образования, значит, и в различных образовательных учреждениях. Значит, я хочу заострить ваше внимание далее на нескольких документах, которые, в общем-то, как раз мы кладем в основу нашей работы, нашей деятельности. Ну, прежде всего, понятно, вот Конституция Российской Федерации, основной закон. Вот, каждый имеет право на охрану здоровья. Это право законодательно закреплено в нашем главном документе страны. Вот, хочу обратить ваше внимание, сказать, на вторую позицию, что вот в Российской Федерации, значит, не только финансируется, да, программа охраны здоровья, но еще и поощряется деятельность, способствующая укреплению здоровья человека, развитию физической культуры и спорта, ну и так далее, экологическому, санитарно-эпидемиологическому благополучию. Следующий очень важный, на наш взгляд, документ, на который мы должны с вами ориентироваться, это указ президента номер 204 о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года. И вот сразу я здесь обращаю ваше внимание на цели, целевые показатели, то есть до 2024 года продолжительность жизни до 67 лет должна быть увеличена, коэффициент рождаемости до 1,7. Вот. Следующая позиция – увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также увеличение до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой, спортом, ну и можно продолжить сказать, оздоровлением, различными технологиями оздоровления. Вот. В качестве одной из задач сформулировано формирование системы мотивации граждан, здоровый образ жизни, включая здоровое питание, отказ от вредных привычек. Ибо без мотивации невозможно никакое оздоровление, невозможно, сказать, реализация здоровьесберегающего образования. Значит, в этом указе президента, значит, сформулированы, значит, задачи целого ряда национальных проектов. Вот, в частности, национальный проект «Демография». И в рамках этого национального проекта федеральный проект укрепления общественного здоровья. Значит, хочу обратить ваше внимание, сказать, что вот в рамках этого федерального проекта укрепления общественного здоровья есть паспорт или план мероприятий. Так вот, я на диаграмме здесь мы привели планы, значит, внедрение муниципальных программ по укреплению здоровья среди работающего населения в муниципальных образованиях. То есть вот начиная с 2020 года и кончая 2024 годом 100% субъектов Российской Федерации, 100% муниципальных образований должны внедрить программы, муниципальные программы по укреплению здоровья. Это, конечно, очень грандиозные масштабные планы. Вот, значит, ну вот следующий документ, на который я хочу обратить ваше внимание, это приказ Министерства здравоохранения от 15/2020 года номер 8 об утверждении стратегии формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года. И вот посмотрите, здесь целый ряд как бы позиций, направлений сформулированы, которые, так сказать, являются основой нашей с вами работы в разных, значит, аспектах.
Вот. Здесь же опять же сформулировано выявление и тиражение лучших муниципальных и региональных программ общественного здоровья, разработки и реализации мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни детей и молодежи, повышение эффективности преподавания основ здорового образа жизни и профилактики неинфекционных заболеваний в рамках школьной программы, создание условий, обеспечивающих возможность вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом. Ну и вот хочу обратить ваше внимание на вот эту позицию повышение уровня профессиональной подготовки специалистам по вопросам формирования здорового образа жизни, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний. Значит, вот. Ну и на следующем слайде продолжение, так сказать, этих основных направлений. Здесь мы находим и по поводу питания, вот, по поводу участия различных общественных организаций, профессиональных союзов в этих мероприятиях, необходимость проведения прикладных фундаментальных научных исследований в области общественного здоровья, ну и так далее. Вот. То есть каждый для себя может найти соответствующую, так сказать, позицию, соответствующее направление для того, чтобы вот получить как бы некую основу законодательную для своей работы. Значит, в качестве примера, поскольку, так сказать, мы, значит, работаем сейчас и проводим исследования в области тоже здоровья и сбережения, значит, в Арктике, вот, если открыть указ президента номер 164 об основах государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года, то мы находим там следующие основные задачи в сфере социального развития арктической зоны. Пропаганда здорового образа жизни, в том числе внедрение, здесь также сформулировано, корпоративных программ по укреплению здоровья на рабочем месте. И в сфере развития науки и технологий одна из задач – это разработка и развитие технологий сбережения здоровья и лечения и продолжения жизни населения в арктических условиях. Вот. Ну и вот далее как бы я привожу на своем примере нашего региона постановление правительства ЯНАО об утверждении региональной программы укрепления здоровья. То есть на основе федеральной программы во всех регионах должны быть разработаны и, наверное, разрабатываются вот такие программы по укреплению здоровья. Значит, здесь четко тоже прописано, что необходимость разработки муниципальных программ, вот, с учетом специфики муниципального образования, вот, их поэтапное внедрение во всех муниципальных образованиях, создание условий для ведения ЗОЖ, ну и привлечение, так сказать, в том числе общественных организаций, социально ориентированных организаций, добровольческих, волонтерских движений для реализации этих задач. Ну и ожидаем результаты нашей программы в ЯНАО. Внедрение в 100% муниципальных образований корпоративных программ укрепления здоровья работающего населения. Значит, хочу... простите, назад. Уважаемые коллеги, хочу ваше внимание еще раз обратить на вот эту позицию по поводу внедрения корпоративных оздоровительных программ на рабочем месте. Дело в том, что на сегодня у нас в стране где-то порядка около 70 миллионов работающих людей. Вот. Значит, в том числе, так сказать, педагогов в школах, основных образовательных школах, где-то порядка миллиона. То есть вот эта задача формирования корпоративных оздоровительных программ, безусловно, касается и образовательных, и систем образования, образовательных учреждений, педагогических коллективов. Вот. Но масштабы и планы настолько грандиозны, что вообще не очень понятно, а как их вообще реализовать. Потому что вот снова возвращаясь вот к тому, значит, плану, значит, который сформулирован в программе «Общественное здоровье», паспорт, значит, что уже к 2022 году, 15 июня 2022 года, значит, охват вот этими корпоративными оздоровительными программами должен составлять 33 миллиона человек. То есть это почти половина всего работающего населения. Соответственно, сказать, это имеет отношение непосредственно и к нашей с вами деятельности в системе образования. Но вот именно на приведенную законодательную базу, мощную законодательную базу опирается вот уже 12 лет
масштабная и продуктивная работа по внедрению здоровья-сберегающего образования в нашей стране, в том числе благодаря энтузиазму подвижников здоровья под руководством члена-корреспондента Академии наук Фариса Фахразовича и его супруги Людмилы Алексеевны. Вместе с тем, эта работа ведется по большей части стихийно, без особого участия государственных структур и ведомств. Инициируют и организуют эту работу все эти годы 3 основных организации. Это общественная организация содействия укреплению здоровья в системе образования, которую руководит как раз Фарис Фахразович, Общероссийское движение «Союз учителей здоровья в России», которым руководит Людмила Алексеевна Харисова, и экспертный совет по вопросам воспитания, культуры, здорового образа жизни детей и молодежи Государственной Думы Российской Федерации. Кстати, мы с Сергеем Александровичем Токаревым 2 заместителя председателя экспертного совета, и вот так сложилось, что мы здесь вот этой работой в Арктике вместе занимаемся. В отдельных регионах в эту работу периодически в большей или меньшей степени включается региональный орган управления образованием, Институт развития образования, Центры общественного здоровья. В отдельных субъектах для учителей организованы курсы повышения квалификации по здоровью и сбережению. Вот сегодня у нас тоже об этом будут выступать докладчики. Вместе с тем, концепция здоровья и сберегающего образования уже внедрена и работает в сотнях образовательных организаций страны. В конкурсах «Учитель здоровья» за это десятилетие принял участие не 1000 учителей. Однако, уважаемые коллеги, во-первых, эта работа ведется в основном на уровне пропаганды здорового образа жизни и просвещения в этой области. То есть затрагивается в лучшем случае знаниевый, когнитивный уровень культуры человека. Во-вторых, не является новостью или откровением то обстоятельство, что в эти 2 года, связанные с распространением известной инфекции, все средства массовой информации и пропаганды сосредоточились лишь на одном известном средстве защиты здоровья, да, и задвинули в зону молчания весь богатейший опыт как пропаганды здорового образа жизни, так и сложившийся за многие десятилетия в нашей стране уникальный опыт системы физического развития и укрепления здоровья подрастающих поколений. Задвигается в небытие известная аксиома ВОЗ. И вот на следующем слайде, значит, всем известная вот эта традиционная, так сказать, формула, да, факторов здоровья человека, где на образ жизни приходится 50%. То есть здоровье человека на 50% зависит от его образа жизни. К сожалению, вот это уже, значит, аксиома, она как бы ушла куда-то в небытие. Вместе с тем, здоровый образ жизни предполагает сформированность определенных жизненных компетенций, которые позволяют человеку сохранять свое здоровье на долгие годы. Эти особые жизненные компетенции являются ядром культуры здоровья. Эти жизненные компетенции включают в себя не только знания о здоровье, но и мотивацию к здоровому образу жизни, эмоциональный и позитивный настрой, а также умение и навыки сохранять и укреплять свое здоровье, то есть управлять своими ресурсами и жизнеспособностью. И это задача, которая стоит вообще перед, так скажем, нашим народом, перед всеми органами государственной власти, чтобы привести наш народ вот к ситуации, когда каждый человек будет отвечать за свое здоровье, и каждый человек будет иметь навыки, умения укреплять, сохранять свое здоровье на долгие годы. И вот, значит, эти компоненты, составляющие жизненных навыков и ядро культуры, мы изобразили, мы изобразили вот на таком слайде, так вот, такой рисунок. Культура здоровья, так сказать, это как бы своеобразное колесо, которое может катиться и должно катиться по дороге здорового образа жизни. Вот. Но это колесо, так сказать, тогда будет полноценным и хорошо будет двигаться, если оно будет включать культуру здоровья, так сказать, 4 основных компонента. Это знание, вот он, этот компонент, о здоровом образе жизни, о себе, да, о своих возможностях. Это мотивация к здоровому образу жизни, причем, сказать, не только внешняя мотивация, но прежде всего внутренняя мотивация. Это эмоциональный позитивный настрой и удовольствие, так сказать, от здорового образа жизни, да,
получения удовлетворения, удовольствия. И, наконец, это умение и навыки вести здоровый образ жизни, умение и навыки сохранять свое здоровье, умение и навыки защищаться от вредных факторов, умение и навыки выходить из ситуации болезни и как бы укреплять свое здоровье. Возвращаясь вот к тем планам грандиозным, о которых, может быть, даже многие из вас, уважаемые коллеги, не слышали, да, по поводу того, что, сказать, уже, значит, к 2024 году, значит, должны быть корпоративные оздоровительные программы почти на каждом рабочем месте, ибо 33 миллиона, как, значит, запланировано, сказать, людей должны быть включены в эти оздоровительные программы. Сразу возникает вопрос, а вообще, насколько реальны эти планы? И вообще, сказать, кто этим будет заниматься? Да? И очевидно, сказать, первый ответ на этот вопрос, сказать, что необходимо, значит, специалиста, необходимо, если угодно, ну, вот в образовании у нас сформировался понятие учитель здоровья, да? Значит, но вот на предприятиях, в учреждениях и так далее, наверное, инструктор, методист или учитель здоровья, сказать, да? Но вот возникает вопрос, а где они, эти учителя здоровья, и каким образом их готовить? Вот. Мы знаем, к сожалению, сегодня в системе высшего образования нет специальности, которые бы готовил учителя здоровья, хотя в свое время, еще в начале 90-х годов, развивалась наука валеология и были программы подготовки педагога-валеолога. Вот. Надо отдать, правда, должное, сказать, что сегодня в целом ряде региональных институтов развития образования, повышения квалификации как раз, значит, проводится программа повышения квалификации, обучения здоровью учителей. Но, к сожалению, это не во всех регионах, не во всех организовано правильно, содержательно, сказать, эффективно. Вот. Мы тоже в этом плане, сказать, серьезно работаем. Вот. И в прошлом году мы провели эксперимент, значит, где отрабатывали, проверяли программу повышения адаптивных ресурсов человека в Арктике, его жизнеспособности. Вот. И, в общем-то, эта программа может быть использована в том числе, сказать, и для учителей, и прежде всего для учителей, потому что профессия, не секрет, что профессия учителя, сказать, она как раз сопряжена, сказать, с очень большими тратами нервной энергии, психофизических ресурсов, эмоциональных ресурсов и так далее. Поэтому, сказать, не секрет, что многие учителя, значит, выгорают эмоционально, профессионально, сказать, да, находятся в состоянии стресса, дистресса и так далее. Вот мы, в общем-то, тоже это у себя обнаружили, но об этом более подробно будут рассказывать мои коллеги. Вот, значит, ну, сейчас мы выстраиваем планы, значит, сотрудничества со школами, с образовательными организациями, чтобы именно вот реализовать задачу внедрения корпоративных оздоровительных программ в педагогических коллективах. И это не только знание, сообщение знаний, да, это не просто информирование о здоровом образе жизни, но это обучение их методам, технологиям управления своим собственным здоровьем, методом, технологиям, сказать, создания вот такой безопасной, здоровой, сберегающей среды, безопасного взаимодействия с детьми, обучение детей вот этим методам и технологиям, внедрение культуры здоровья, широкомасштабное внедрение культуры здоровья, сказать, в образовательный процесс, вообще в культуру, сказать, в жизнь наших граждан, наших людей. Вот. Я закончил. Спасибо, коллеги, за внимание. Вот. И если сейчас острого вопроса нет по моему докладу, то я тогда передаю слово моей коллеге Попову Татьяне Леонтьевне, научный сотрудник. Виктор Васильевич, добрый день. Фарис Фахрадович Харисов. Да, Фарис Фахрадович. Спасибо, что вы затронули нормативную базу, деятельность центров в целом республики по важнейшему направлению сохранения здоровья детей, специфическими условиями жизни, труда в Ямал-Ненецком округе.
удачной, созидательной работы вашего круглого стола, нашего круглого стола. Спасибо. Спасибо, Фаис Вахразович, дорогой. Извините, ради бога, надо было вам, конечно, дать прежде всего слово. Нет, я уже вчера выступал. Я хочу послушать. Вчера был замечательный день, такие были доклады, что трудно было оторваться. Так что, несмотря на технические сложности, все было замечательно. Вот. Я передаю слово своей коллеге Попову Татьяне Леонтьевне, научный сотрудник нашего сектора социальных и психологических исследований о ресурсах здоровья учителей школ-интернатов в Арктике. Она как бы продолжит мою мысль, наши, так сказать, планы и так далее. Добрый день, уважаемые дамы и господа, добрый день, участники форума, все, кто к нам подключился. Тема моего доклада представлена на данном слайде. Хотелось бы небольшое вступление, начать с небольшого вступления и отметить, что качественный уровень жизни сегодня невозможен без стрессоустойчивости, высокой личной эффективности, образованности, грамотного распределения времени, сил и отдыха. Особенно важным является все вышеперечисленное в такой профессии, как педагог. Ведь профессия педагога относится к духовно опасной. Взгляд на педагога, как на человека, не имеющего права на ошибку, когда учишь и оцениваешь других, может привести его к эмоциональному выгоранию. И именно поэтому немаловажной по значимости задачей является формирование здорового педагога и создание здоровьеберегающих условий организации образовательного процесса на рабочем месте. Важными условиями, способствующими реализации здоровьесберегающей технологии обучения, являются два обстоятельства. Во-первых, внимательное отношение педагога к своему собственному здоровью и соблюдение тех правил поведения, которые называются здоровым образом жизни. Во-вторых, общий настрой школы на создание рационального режима работы и благоприятных условий для воспитания и обучения детей. А прежде чем заняться деятельностью по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, педагоги должны уделять внимание укреплению собственного здоровья. Проведенное нами исследование в марте-апреле 2021 года является частью научного проекта «Концепция гуманитарной трансформации непрерывного образования коренного малочисленного населения с учетом социокультурных и этнопсихологических особенностей обучающихся». Мы исходили прежде всего из того, что педагоги школ и интернатов в Арктике испытывают на себе совокупное воздействие трех мощных факторов, вызывающих повышенное напряжение всех основных систем организма, психики и личности. Это экстремальные климатогеографические условия, известная сложность и ответственность педагогической деятельности, требующая высокой самоотдачи, и особая специфика работы с детьми коренных малочисленных народов Севера, проживающих в интернатах. Были поставлены следующие задачи в проведении нашего исследования. Это изучение качества жизни, изучение эмоционального и психофизиологического состояния, а также изучение синдрома профессионального выгорания. В нашем исследовании приняли участие 199 человек из числа учителей и воспитателей, работающих в школах-интернатах село Ярсале, Ныда, Самбург, город Тарко-Сале. Средний возраст участников исследования 43 года. Больше всего принимало участие в исследовании женщин по сравнению с мужчинами. В своей работе мы используем всегда только стандартизированные методики. Были опросник «Ваше самочувствие», проективная методика «Тест Люшера». Я подробно останавливаться не буду, все представлено в данном слайде. Мы переходим к результатам. Результаты проведенного исследования по самооценке здоровья представлены на данном слайде. Мы видим, что подавляющее большинство участников исследования оценивали состояние своего здоровья на субъективном уровне как удовлетворительное. Хорошее состояние здоровья было отмечено в 36,3% случаев. Негативную оценку своему здоровью давало незначительное количество респондентов, составили 2,6%. В последнее время все больше уделяется внимание влиянию социальных и психологических факторов на возникновение заболеваний сердечно-сосудистой системы и других хронических неинфекционных заболеваний. И сейчас это широко известно, что
социальные и психологические факторы стоят наряду с основными эпидемиологическими факторами риска, такими как курение, злоупотребление алкоголем, повышенная масса тела, низкая физическая активность и так далее. На данном слайде представлен анализ социально-психологических факторов, которые отобраны на основании вариантов ответов респондентов «да, согласен». Красным цветом выделены те факторы, которые несут наиболее сильную стрессовую нагрузку по мнению самих респондентов. Ведущим является трудовой фактор, повышенное беспокойство, связанное с трудовой деятельностью. Обращает на себя внимание высокий процент респондентов, которые отмечают фактор истощения жизненных сил. Также эмоциональное напряжение и повседневная деятельность вызывают большое напряжение почти у 40% респондентов. Проанализированные показатели по удовлетворенности жизнью, которые являются одним из основных аспектов также качества жизни. Мы видим, что подавляющая доля лиц, удовлетворенных собственной жизнью, превышает долю лиц неудовлетворенных. Далее аналогичную картину мы наблюдаем и по удовлетворенности условиями жизни, и основными жизненными потребностями. Также подавляющее большинство отмечали высокий и средний уровень по сравнению с низким. Были проанализированы показатели. Мы взяли основные, потому что субшкалы по каждому блоку выделили, которые на основании ответов респондентов несут в себе наиболее сильную стрессовую нагрузку. Красным цветом выделены те, которые несут стрессовую нагрузку, синим цветом выделены те аспекты, жизненные стороны, при помощи которые в наибольшей степени удовлетворяют наших респондентов, по их мнению. Мы видим, что около 40% не удовлетворены своим отдыхом и свободным времяпровождением, и вообще хочется отметить, что при проведении исследований все чаще в лексиконе звучали такие фразы: свободного времени не то, что его не хватает, его просто нет. В принципе, оно должно быть. На ухудшение своего душевного состояния и настроения указали 26,6%. Не удовлетворены своим медицинским обслуживанием в районе проживания четверть респондентов от общего числа опрошенных. Единогласны были в своем мнении, именно положительно оценивали имеющийся источник радости и поддержки. Это тоже очень хороший такой позитивный фактор, при помощи которого происходит именно поддержка. Это чаще всего семья, близкое окружение и так далее. Удовлетворены жизненными перспективами и своим положением в обществе 70%, ну и материальное положение отметили как положительное. Проведенный анализ полученных данных по методике профессиональное выгорание представлен на данном слайде. И здесь хотелось бы отметить, что результаты анализа на основании среднего балла среднегруппового показателя показали, что по шкале эмоциональное истощение, которое отражает тяжесть эмоционального состояния в связи с профессиональной деятельностью, находится в диапазоне высокого уровня эмоционального истощения. По шкале деперсонализации профессиональная успешность данные, полученные, соответствуют среднему уровню. Таким образом, по данной методике можно отметить, что среди участников проведенного исследования тенденция синдрома профессионального выгорания развивается в большей степени по типу эмоционального истощения. В деперсонализации профессиональная успешность развивается в средней степени, но также здесь нужно добавить, что при отсутствии психокоррекционных мероприятий мы будем наблюдать ухудшение показателей по деперсонализации и профессиональной успешности. То есть эти показатели будут также падать. Далее. Эмоциональное и психофизиологическое состояние педагогических работников на основании проективного теста Люшера представлено на данном слайде. Мы здесь видим, что высокий уровень профессиональной нейропсихической устойчивости отмечен был всего в 14,3% случаях. Средний уровень более 2/3 отмечали. В данной группе можно отметить, что подавляющее большинство в основном справляются со своей деятельностью в привычных условиях. Тревогу вызывает, конечно, те респонденты, у которых отмечался низкий уровень нейропсихической устойчивости. Их здесь немало, мы видим 21,4%.
Я не случайно обвела эту фигурную стрелку, так как необходимо проведение психокоррекционной работы и с респондентами со средним уровнем, и с низким уровнем. На данном слайде представлены показатели психофизиологического состояния работоспособности, также по тесту Люшера. Здесь мы видим, что в 38,6% случаев была отмечена психофизиологическая мобилизованность, установка личности на активность. То есть оптимальная работоспособность – это вариант нормы, скажем так. Далее распределились следующим образом наши респонденты. У четверти опрошенных была отмечена установка на оптимизацию расходования сил, то есть уже фактор утомления присутствует. А в 32% случаях отмечены были повышенный уровень возбудимости и непродуктивной активности, и в 3,6% случаях отмечены были наличие признаков хронического утомления и истощения жизненных ресурсов. Фигурной скобкой введены как раз те группы респондентов, с которыми необходимо проведение разноплановых психокоррекционных мероприятий. На основании проведенного исследования можно сделать основные краткие выводы, которые представлены на данном слайде. В целом удовлетворены своей жизнью большинство респондентов и условиями жизни, и основными жизненными потребностями. Несмотря на это, состояние своего здоровья оценивают как хорошее лишь 36,3% респондентов. Педагогическая деятельность и психическому истощению в конце рабочего дня почти 50% педагогов и вызывает большое нервное напряжение почти у 40%. Синдром профессионального выгорания у педагогов развивается в большей степени по типу эмоционального истощения. Деперсонализация и редукция персональных достижений развивается в средней степени. В заключение мне хотелось бы буквально добавить... Одну минуточку внимания, прошу. Хотелось бы добавить, что по проведенному исследованию почти 90 человек получили индивидуальные заключения с рекомендациями. Кроме того, мы доложили результаты полученных данных на педагогических советах в октябре-ноябре этого года в 2 населенных пунктах – это Ныда и Яр-Сале. Также был проведен семинар-тренинг. Более подробно расскажет моя коллега Ольга Юрьевна Межина. Хотелось бы еще отметить, что педагогический состав проявил огромный интерес и просьбу о дальнейшем сотрудничестве с научным центром изучения Арктики. Более подробно, повторюсь, расскажет об этом моя коллега Ольга Юрьевна Межина. Спасибо, Татьяна Леонтьевна. Все, у меня спасибо все, большое. Да. Следующий докладчик у нас Попова Татьяна Леонтьевна. Межина. Простите, пожалуйста, Межина Ольга Юрьевна. О возможностях повышения адаптивных ресурсов и жизнеспособности учителей. Старший научный сотрудник нашего сектора научного центра изучения Арктики. Пожалуйста. Ой, конечно. Уважаемые коллеги, всем доброго дня. Очень приятно здесь выступать с нашим опытом. Вижу очень для меня важных статусных людей с огромным опытом. И хотелось бы сегодня поделиться, наверное, больше содержательной работой и основными подходами, которые лежат в основе нашей научно-практической деятельности. Мы считаем, что здоровье – это гармония, внутрисистемный порядок, обеспечивающий такой уровень энергетического потенциала, который позволяет человеку хорошо чувствовать себя и оптимально выполнять биологические и социальные функции. Это Апанасенко. Цитата уважаемого нашего валиолога. И, конечно же, мы знаем, что человеку от природы дается не только здоровье, но и способность его сохранять, восстанавливать и укреплять. К сожалению, многие люди об этом просто не знают или теряют веру в себя. То же самое касается и педагогов. Именно из этих постулатов мы исходили в разработке и реализации корпоративной программы укрепления здоровья, которая внедрялась нами в течение 2020-2021 года.
Дело в том, что в Арктике существуют определенные условия, на слайде представлены, которые осложняют деятельность обычного человека, не говоря уже о деятельности педагогической. В 2020 году мы проводили научно-исследовательскую работу по теме разработка концептуальных подходов и научно-методических основ комплексной профилактики нарушений здоровья жителей арктического региона. В ходе этой работы мы реализовали эксперимент по развитию адаптивных возможностей человека в арктических условиях. В рамках данного исследования в качестве методологической основы нами была сформулирована модель, которая представлена на слайде. И здесь мы выделяем 3 основных аспекта. Это психофизический тренинг, биологическая обратная связь и внешние факторы. И здесь человек является активным субъектом профилактики, то есть опять же, мы исходим из того, что человек сам себе создает все условия для того, чтобы быть здоровым. На данном исследовании нами было выбрано два компонента этой стратегии. Это психофизический тренинг и использование флюидных экстрактов. Мы считаем, что гармония – это вообще согласованность, полное соответствие, синергия, оптимальная взаимосвязь и интегрированность всех составляющих элементов целостной системы. И поэтому вся работа, вся программа, все, что проводилось с педагогами, направлено, конечно же, на гармонизацию состояния, потому что именно гармония лежит в основе эффективного труда наших педагогов. Целью экспериментального исследования стало выявление влияния на адаптивный ресурс человека в арктических условиях 2 факторов, как я уже сказала, это психофизический тренинг и флюидные экстракты. Программа включала в себя 7 оздоровительных элементов. Это, в принципе, те методики и технологии, которые лежат в ее основе, которые мы внедряли, которые мы использовали на занятиях. Они представлены на слайде. В качестве гипотезы мы предложили, что данная программа сможет в целом гармонизировать человека и вернуть ему некую целостность, а если есть целостность и гармония, то значит есть здоровье. Мы его сохраняем и приходим, как бы становимся способны к саморегуляции. Не та презентация, ладно. Ну, здесь представлены фотографии по итогам данного эксперимента, в котором приняло участие 30 добровольцев из разных сфер деятельности города Надыма, включая педагогических работников. Средний возраст испытуемых 40 лет. Эксперимент в целом показал положительные результаты, наша гипотеза подтвердилась, и данная программа легла в основу дальнейшей работы по разработке корпоративной программы. Для того, чтобы понимать, что мы делали вообще, какой опыт у нас уже есть на данный момент, мы исходили из главной проблемы педагогов. Это неумение своевременно и экологично регулировать собственное психоэмоциональное состояние. И сам характер деятельности, как уже показали результаты, о которых говорила Татьяна Леонтьевна, который имеет напряжение и волевые усилия огромные. То есть все через волю и напряжение, вся деятельность. И здесь обращаем внимание на такое понятие, как ресурс человеческий. Он на самом деле велик и нуждается в постоянном пополнении. Здесь немножко теории. Мы выделяем внешние ресурсы и внутренние ресурсы. И, конечно же, это такое поверхностное разделение действительности мы понимаем немножечко иначе и считаем, что ресурсы внешние и внутренние, они переплетаются. И здесь хотелось бы обратить ваше внимание, что наша научная позиция опирается на теоретико-практический подход Виктора Васильевича Семыкина, который определяет психологическую культуру как единство внешнего и внутреннего, объективного и субъективного, социального и психологического, формы и содержания. Ресурс педагога – это особая область изучения и понимания, которая основывается на педагогическом взаимодействии и, конечно же, в основе психологическая культура. Исходя из этого, мы выстроили корпоративную программу для педагогических работников и определили 3 группы педагогических ресурсов. Это деятельностные ресурсы, направленные вовне и в ходе осуществления образовательного процесса. Это в основном технологии социально-педагогического взаимодействия, которые повышают эффективность образовательного процесса и облегчают его осуществление, тем самым экономят расходование педагогических ресурсов. То есть это как бы больше внешние моменты, внешние технологии, организационные даже.
Коммуникативный ресурс также направлен вовне и формируется на основе педагогической культуры в условиях гуманного, безопасного и продуктивного педагогического взаимодействия. Общение, коммуникация экологичная, бережная, построенная на компромиссе где-то, это тоже очень важный ресурс. Но обращаем ваше внимание на то, что мы работали с психофизическим ресурсом, который направлен внутрь и позволяет быть экологичным участником педагогического взаимодействия. Именно этот ресурс формируется через знания, мотивацию и деятельность в области саморегуляции человека. В связи с этим нашей научно-исследовательской группой было принято решение продолжить работу по реализации корпоративной программы, в основе которой программа «Твое здоровье в твоих руках». И в 2021 году мы провели 4 семинара тренинга «Психологические основы здоровья и пути его укрепления» в педагогических коллективах школ и интернатов. То есть, понимая ситуацию, о которой говорила Татьяна Леонтьевна, тех проблемах, которые были выявлены, нас пригласили провести эти тренинги. В общей сложности 45 педагогических работников приняло участие. Проводили мы тренинги в селе Ныда, селе Кутупьюган и село Яр-Сале. Хотелось бы обратить ваше внимание, что в поселках, в школах, интернатах в основном созданы очень благоприятные условия. И дальше вы сами увидите наглядно, насколько у нас продвинутые есть школы-интернаты. Но это внешний ресурс, да, так скажем, организационный больше, но мы работали именно с внутренним. И когда педагоги приходили на тренинги, в основном я, как ведущая тренингов, видела потухшие глаза, уставшее состояние, нежелание вначале даже идти туда, потому что это опять какая-то нагрузка. Но когда педагоги выходили с занятия, они улыбались и испытывали огромное чувство удовлетворенности и гармонии. Так вот, в основе занятий лежали у нас концептуальные основы здоровья, то есть небольшая теоретическая часть, конечно же, релаксация, потому что в основном педагоги совсем не умеют расслабляться, да и ладно, педагоги, вообще люди в целом. Это дыхательные практики и повышение телесной осознанности, то есть некие методики. И немножечко здесь представим вам наглядно, что было, где были. Это село Ныда, Надымский район, школа-интернат. Там приняло участие у нас 11 педагогов. Вот вы видите, как они у нас отдыхают, расслабленная обстановка. Также провели в селе Кутупьюган Надымского района тренинг, там приняло участие порядка 9 педагогов, школа небольшая сама по себе. И это село Яр-Сале. Посмотрите, пожалуйста, на эти фотографии, вот особенно на ребят. То есть побывали мы в современнейшем корпусе, где созданы все условия, где оборудованы зоны отдыха. То есть это такая, знаете, среда очень построена на основах гуманизации образовательного процесса. Дети ведут себя совсем иначе, они расслабленные, и педагоги тоже, попадая в эти стены, начинают как бы совсем по-другому чувствовать себя там. В Яр-Сале 25 педагогов, провела 2 семинара тренинга. В общем-то, позитивные отклики, и по итогам всего нас пригласили продолжить данную работу по внедрению корпоративной программы в 2022 году Ямальский район и Надымский район. То есть будем продолжать эту деятельность. Надеюсь, что она будет полезна, востребована. И в заключение хотелось бы обратить внимание, ваши уважаемые коллеги, на то, что здоровье в наших руках, и все, что мы делаем, это не просто знать, а главное практиковать. Практикуем жизнь полноценную и гармоничную. Спасибо за внимание. Спасибо, Ольга Юрьевна. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, я с удовольствием предоставляю слово нашим коллегам из Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, там, где работают специалисты по здоровью. Вот, и у них богатый опыт реализации различных программ, в том числе, так сказать, корпоративных программ.
Вот. И сегодня здесь будут выступать от Центра общественного здоровья два специалиста. Прежде всего, это Ивлева Наталья Сергеевна, заведующая отделом разработки и мониторинга программ общественного здоровья Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, врач по медицинской профилактике, с докладом «Региональный опыт внедрения корпоративных программ укрепления общественного здоровья». Пожалуйста, Наталья Сергеевна. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы очень рады присутствовать на столь интересном собрании, конференции и готовы представить свои презентации и пообщаться с вами уже на затронутые темы. Ну, единственное, давайте сейчас попробуем, получится ли у нас демонстрировать слайды. Ну, надеюсь, что все случится. Так, демонстрация экрана. Презентация. Вам видна наша презентация? Видно, да, видно, Наталья Сергеевна. Хорошо. Ну, представлюсь еще раз. Меня зовут Ивлева Наталья Сергеевна. Я заведующая отделом, собственно говоря, разработки и мониторинга программ общественного здоровья нашего окружного учреждения. Теперь мы называемся Центр общественного здоровья и медицинской профилактики. Я врач по медицинской профилактике. Ну, сегодня уже много говорили о корпоративных программах, корпоративном здоровье. Смею немного напомнить. Так, сейчас во весь экран, да? Да? Презентация видна? Вот сделайте на весь экран, пока у вас не на весь экран. Сейчас на весь экран? Говорят, что нужно сменить экран трансляции, да. Выйти и зайти заново. Трансляцию, да. Теперь? О, отлично. Весь экран, да? Отлично, да, отлично. Ну, вы уже говорили, и мы все знаем, что мы находимся в условиях крайнего севера. Мы все живем в высокоширотном регионе, арктическом регионе. Всем известны те факторы, которые действуют на наше здоровье. Это низкие температуры воздуха, аномальная фотопериодичность, низкая ионизация воздуха, резкие перепады температуры, влажности, атмосферного давления, ну, конечно же, резкие колебания напряженности геомагнитного и статического электрического поля. Но, однако, все эти неблагоприятные факторы, географические и экстремальные условия нашей жизни не мешают нам успешно строить и совершенствовать структуру общественного здоровья, чтобы, в принципе, в целом сделать жизнь ямальцев более активной, позитивной, долгой и здоровой. Как вы уже говорили, и перечисляя те нормативно-правовые акты и те регламентирующие документы, которые существуют и работают на территории Российской Федерации, в том числе на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Так, ну теперь у меня опять демонстрация не идет. В том числе на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, конечно же, работает национальный проект демографии, и его региональный проект – это система формирования общественного здоровья, собственно говоря, вплотную которым мы и занимаемся. Так, теперь я опять переживаю, я не могу почему-то переключать. Сейчас я нашла эту кнопочку. Так, значит… И с января 2020 года вы уже затрагивали эту тему. На территории Ямало-Ненецкого автономного округа работает, и непосредственным участником разработки которой являлся наш центр, региональная программа укрепления общественного здоровья, которая утверждена постановлением правительства номер 86 РП. И, собственно говоря, тем органам и тем межведомственным органам, которые благоприятно и в целом кардинально меняет структуру работы и налаживает межведомственный характер работы на территории нашего Ямало-Ненецкого автономного округа, является Координационный совет по внутриведомственному и межведомственному взаимодействию по вопросам здорового образа жизни. Этот Координационный совет возглавляет заместитель губернатора
Бочкова Татьяна Викторовна. И он работает у нас уже достаточно большое время, с 2014 года. Этот орган позволяет нам в целом координировать работу по вопросам охраны жизни и здоровья граждан и принимать те или иные нормативные документы, принимать какие-либо решения, которые направлены в целом на сохранение и укрепление жизни и здоровья граждан нашего автономного округа. Вот вы видите, на этом слайде вкратце представлена структура Координационного совета. Мы, как окружной центр общественного здоровья, в него, конечно же, входим и являемся основным инициатором и организатором проведения этих заседаний окружного совета. И благодаря его работе, благодаря активной позиции всех членов Координационного совета принимаются нормативно-правовые акты. И эти нормативно-правовые акты спускаются на уровень муниципальных образований. Благодаря нашим усилиям на территории каждого муниципалитета сформированы аналогичные координационные советы, на которых представители всех ведомств принимают участие в обсуждениях вопросов здоровья и сбережения на уровне своего муниципалитета. Вот региональная программа 86 РП, которую я уже упомянула, и в принципе она содержит основные постулаты, основные направления деятельности, направленные на сохранение и укрепление здоровья граждан. Это активная информационно-коммуникационная кампания, это внедрение и разработка, ну сначала разработка, дальше внедрение муниципальных программ укрепления общественного здоровья. Это целый блок работы муниципалитетов, который направлен, опять же, на разработку планов и мер по укреплению здоровья. Муниципалитеты. Вот то, что вы говорили, в 100% случаев должны работать муниципальные программы. Вот это один из пунктов региональной программы, что каждый муниципалитет к 2024 году разработает муниципальную программу укрепления общественного здоровья на уровне своего муниципалитета. Муниципалитет проводит анализ ситуации, анализирует состояние здоровья именно в своем муниципалитете, выявляет, ну, назовем так, медицинскими терминами факторы риска своей территории и принимает решение, составляет план по минимизации этих факторов риска, по нормализации обстановки и строительству или улучшению среды, способствующей здоровью и сбережению. И вот в настоящее время у нас работает 6 муниципальных программ из наших 13 муниципалитетов. К 2024 году каждый муниципалитет разработает и будет внедрять муниципальную программу. Так вот, сейчас мы остановились на том слайде, который называется корпоративные программы. Корпоративные программы – это следующее направление регионального проекта. То есть мы все с вами понимаем, что мы живем и работаем практически одновременно, ну, то есть наша жизнь, 80% нашего времени мы проводим на работе, поэтому сохранять свое здоровье в первую очередь нам нужно на рабочем месте. Поэтому это третье направление региональной программы, ну и, конечно, каждый муниципалитет будет просить, требовать и внедрять корпоративные программы на рабочих местах уже на уровне своего муниципального образования. Вот на сегодняшний момент на территории Ямало-Ненецкого автономного округа я хочу сказать, что под нашим чутким руководством, потому как мы являемся региональным координатором внедрения корпоративных муниципальных программ, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа внедряет 73 предприятия корпоративные программы укрепления здоровья. Это в основном учреждения социальной сферы 88%, а дальше это остальные прочие виды деятельности. Но мы все знаем, что у нас ТЭК,
Вот в основном эти 12% – это предприятия топливно-энергетического комплекса. И вкратце скажу, что существует 5 основных программ, корпоративных программ укрепления общественного здоровья, которые разработаны Министерством здравоохранения, разработаны при помощи и с участием специалистов МИД профилактической медицины. Существует специальный справочник, или методические рекомендации по корпоративным программам, и там выделяют 5 основных видов или направлений корпоративных программ. Это первое – повышение физической активности, профилактика потребления табака, сохранение психологического здоровья и благополучия, здоровое питание, рабочее место и снижение потребления алкоголя с вредными последствиями. На этом слайде мы видим, каким образом наши граждане, наши предприятия и организации выбрали для себя то направление актуальное. И видим, что большая заинтересованность вызывает работа по повышению физической активности. Ну, это понятно, для социальной сферы однозначно недостаток физической активности. Дальше у нас идут программы корпоративные по сохранению психологического здоровья и благополучия, что, в принципе, вы и сейчас точно так же подтвердили. Ну и профилактика потребления табака – это в основном те предприятия, учреждения, на которых много мужчин. Но остальные группы представлены менее. Вот. И мы, как региональный центр, оказываем методическую помощь данным предприятиям и организациям. То есть я еще раз повторюсь, у нас 73 на сегодняшний момент по округу, которые уже на уровень заместителя губернатора заявились о том, что они участвуют в внедрении корпоративных программ. Мы, как окружное учреждение, проводим регулярный диалог с представителями органов местного самоуправления. Мы работаем непосредственно с координационными советами на местах, мы работаем с предприятиями и организациями и заключаем непосредственные соглашения с предприятиями и организациями, если им необходима от нас какая-либо помощь. Секундочку. Вот я сейчас приведу примеры, каким образом именно наш региональный центр общественного здоровья оказывает помощь и поддержку в реализации тех или иных направлений. Направление повышения физической активности. Здесь вот все слайды, все картинки, которые вы здесь видите, они представлены с участием специалистов нашего учреждения. Мы учим, оказываем методическую помощь каким образом привлекать своих сотрудников к физкультбрейтам, командным соревнованиям. Мы проводим для предприятий, организаций и не только для просто граждан нашего муниципального образования, проводим мастер-классы, спортивные мероприятия, фитнес-конкурсы. Мы выпускаем различные виды полиграфической продукции, и не только полиграфическая, а сейчас мы живем в век интернет-пространства, интернет-технологий. В электронном виде мы выпускаем различные брошюры, памятки, которые направлены на повышение физической активности наших граждан. Мы помогаем и предлагаем различные варианты мобильных приложений для, в том числе подсчета индивидуальных достижений, о чем позже моя коллега расскажет подробнее. Это что касается физической активности. Профилактика потребления табака. Мы проводим профилактические обследования, консультации, семинары, беседы непосредственно на предприятиях организации. Мы помогаем создавать корпоративные чаты по отказу от курения. Мы привлекаем работников к участию в конкурсах и мотивирующих проектах. Это проекты как на уровне самой организации или предприятия, так и в нашем интернет-сообществе. Но, наверное, я надеюсь, что знают о нашем интернет-сообществе многие, а может быть и все присутствующие. Наше сообщество «Ямал-территория здоровья». Ну и, конечно же, мы разрабатываем, распространяем полиграфическую продукцию, направленную на профилактику и отказ от потребления табака. Дальше направление здоровое питание и рабочее место.
Мы помогаем разрабатывать и вести дневники питания, оказываем методическую помощь в организации комнат приема пищи. Мы также разрабатываем материалы по нормализации питания. Настраиваем коллег, как вести корпоративные чаты по ЗОЖ, как настроить работу кабинета здорового питания. Ну и, конечно же, вот у нас тут недавно был совсем завершен проект по снижению веса. Мы привлекали сотрудников предприятий и организаций к участию к нашему проекту, в котором мы добились достойных результатов. Снижение потребления алкоголя. Ну, это мы учим предприятия, которые участвуют в этом направлении, организации зон релаксации, проводим психологические консультации, тренинги, привлекаем работников, опять же, в различные профилактические проекты. Ну, например, вот трезвость, норма жизни – это не только такой лозунг, это основная социально-профилактическая акция, которая проводится на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Она проводится у нас на Дымском районе ежегодно, и она реализуется успешно в социальных сетях нашего сообщества Ямал-территория здоровья. Но также мы подсказываем коллегам, которые ведут, собственно говоря, корпоративные программы у себя на предприятии, системы поощрения сотрудников, которые ведут ЗОЖ. Ну и последнее из 5 направлений – это сохранение психологического здоровья. У нас проводится психологическая диагностика уровня стресса и профессионального выгорания, о том, о чем сейчас коллеги рассказывали, непосредственно с теми предприятиями, организациями, которые готовы с нами сотрудничать, а также непосредственно в нашем коллективе. Проводятся психологические тренинги по повышению уровня стрессоустойчивости. Мы проводим обучающие семинары для всех желающих, лекции. Эти обучающие семинары и лекции, они у нас проводятся как в онлайн-формате, так и в очном формате. И мы ведем специальные корпоративные чаты, которые помогают такому более свободному и открытому общению участников с целью достижения психологического комфорта в своих коллективах. На нашем портале, о котором я уже несколько раз сказала, размещаются в специальном разделе, размещаются материалы по психологическому комфорту и пути к успеху. Мы проводим, еще раз повторюсь, индивидуальные групповые психологические тренинги, прямые эфиры, которые вызывают живой отклик и интерес у не только ямальцев, а и граждан других регионов. Здесь вот у меня есть небольшие примеры, но, собственно говоря, эти небольшие примеры несут большую информацию о грандиозности корпоративной культуры, развитой на Ямале. Потому как многие знают о нашем обществе «Газпромдобыча Ямбург». Это большое общество, у которых большая численность сотрудников, и они ведут активную корпоративную работу, несмотря на суровые условия нахождения в трудовом процессе. Ну, в принципе, я вот здесь не вижу смысла рассказывать, в каких тяжелых условиях находятся работники. Да, Наталья Сергеевна, уже по времени. Регламент, да? Вот. Да. Но я хочу сказать, что примеры корпоративной культуры достаточно хорошие, и их на вооружение берут другие регионы. Вот. Но есть такие маленькие предприятия, как детские сады, например, вот город Муравленко очень хорошо себя показал. Они даже принимают участие в различных всероссийских конкурсах со своими корпоративными достижениями. Вот. Ну и еще я хочу сказать, последний раз вернусь к нашему сообществу Ямал-территория здоровья. Мы приглашаем вас присоединиться к миру здоровых людей. И в нашем сообществе очень много материалов и информации полезной
не только для конкретно здоровья каждого, но и для здоровья общества. Спасибо, Наталья Сергеевна, спасибо большое, очень впечатляет. Я думаю, что нашим участникам, которые являются представителями образовательной системы образования, будет очень полезно вот действительно услышать вот такой очень большой опыт работы по здоровьесбережению, по формированию, так сказать, культуры здоровья и так далее. Спасибо вам большое. И мы предоставляем слово Шипулиной Татьяне Яковлевне, заведующей отделом организации медицинской профилактики и мониторинга факторов риска Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, врачу медицинской профилактики, значит, с докладом реализации корпоративных программ по направлению сохранения психологического здоровья на территории ЯНА. Пожалуйста, Татьяна Яковлевна Шипулина. Добрый день, уважаемые участники круглого стола. Подскажите, пожалуйста, пока еще не видите презентацию, да? Ну, сейчас, минутку. Я постараюсь коротко, чтобы компенсировать время, которое заняла Наталья Сергеевна, поэтому постараюсь очень коротко. Тем более почти все уже рассказано. Я чуть-чуть вот поподробнее на некоторых моментах остановлюсь. Следующий можно. Ну, итак, в общем, те этапы работы уже были обозначены Натальей Сергеевной, поэтому на этом слайде мы останавливаться не будем, перейдем сразу к следующему. На самом деле сохранение психологического здорья – это тема, конечно, очень важная, серьезная и актуальная. Татьяна Яковлевна, переключение слайдов у вас пока… Не получилось, да? Так, сейчас, минуточку. Сейчас мы еще раз тогда перезапустим. Сейчас, минутку. Теперь? Да, да, хорошо, спасибо. Так, видно, да? Второй слайд видите? Да, угу. да. Ну так вот, значит, я хочу сказать, что в нашем учреждении, в Центре общественного здоровья и медицинской профилактики этому вопросу уделяется очень большое внимание. У нас работает психолог. Психолог вовлекается вот как раз в реализацию корпоративных программ и достаточно активно и успешно их реализует. Значит, выходит на те предприятия и учреждения, с которыми заключены соглашения. Проводится психодиагностика, но я тоже думаю, что повторяться и читать то, что написано на слайде, собственно говоря, вы все это видите и знаете. Но хотелось бы остановиться на чем? На том, что опыт работы показывает, что действительно работа проводится большая и она достаточно эффективная. На входе проводится психодиагностика и по истечении календарного года. Так вот, за 2020 год мы можем сказать, что положительная динамика была отмечена. Так, уровень стресса снизился у 28% работников, у которых изначально он был на среднем уровне. И у 8% работников с высоким уровнем он снизился до уровня среднего. Но опять же, хотелось бы сказать о чем? О том, что эпидемиологическая ситуация, конечно, порой не позволяет осуществить в полной мере те мероприятия, которые планировались, и, скажем так, не все работники могли быть привлечены в силу того, что кто-то болел, кто-то был контактным лицом и отсутствовал на рабочем месте. Поэтому, в общем-то, мы надеемся, что при полноценном таком вот объеме выполняемой нашей работы, то есть процент был бы значительно лучше. Ну и то, о чем уже говорила Наталья Сергеевна, то есть организуются зоны релаксации в учреждениях и на предприятиях. Мы помогаем, консультируем в этом вопросе. Следующий слайд. Что касается работы непосредственно психолога, то, конечно, широко она использует у нас тренинги по развитию навыков стрессоустойчивости. То есть это и умение экологично проживать свои эмоции, и умение снимать тревожность и стресс быстро на рабочем месте, избавляться от навязчивых мыслей, ну и совершенствовать свои навыки релаксации. Также хочется сказать о том, что, в общем-то, работа вызвала живой такой отклик и интерес у работников предприятий, с которыми мы работаем. То есть практически все темы тренингов, которые были
проведены, то есть они не оставили людей равнодушными. 76% участников высоко оценили эту работу и посчитали, что полученная информация для них важна, полезна и нова, то есть то, о чем они, в общем-то, не знали. Практически всем было комфортно и удобно во время проведения этих мероприятий, и, в общем-то, практически тоже все, 94% участников, были удовлетворены работой нашего психолога. 6% участников хотели бы, чтобы эти встречи и занятия проводились чаще. Консультации с психологом индивидуальные и групповые. То есть эта работа, она проводится на протяжении всего года. И здесь, конечно, нужно сказать, что мы проводим эти консультации не только с работниками предприятий и организаций в рамках реализации корпоративных программ, но также и со всеми желающими, которые обращаются к нам в центр на консультацию. Так, в рамках корпоративных программ за 11 месяцев 2021 года было проведено 57 консультаций, и запросы, с которыми обращались люди, тоже вы видите вот на данном слайде. 104 консультации было проведено при обращении граждан сюда к нам в центр, и 42 по телефону. Вот на этом я бы чуть-чуть немножечко остановилась. Почему? Потому что в прошлом году, когда впервые, скажем так, был объявлен локдаун, и когда мы все оказались с вами дома, и семьи в полном составе, дети, взрослые оказались дома, и, в общем-то, было понятно, что не все справляются с этой ситуацией. Значит, нами был организован телефон горячей линии, и отклик был действительно со всех уголков Ямала. Звонили по самым разным вопросам, в том числе по вопросам вот именно психологическим. У кого-то тревога нарастала, у кого-то раздражительность беспокоила, у кого-то сон нарушался и так далее. То есть вот чем могли, тем помогали. И поняли, что, в общем-то, вот такой вид работы, он оказался востребованным и достаточно эффективным. По сути, мы его продолжаем и сейчас. Профилактическая работа в учреждениях города проводится нашим психологом, то есть, собственно, она проводится всеми специалистами, но в том числе психологом. Очень много внимания уделяется подрастающему поколению. Это вот в рамках профилактики употребления психоактивных веществ, в том числе табакокурения. И проводятся игры с элементами тренинга «Как сказать нет», то есть формирование нормальных привычек, здорового образа жизни. Также по формированию умения справляться со стрессом. Но здесь задействованы у нас все категории населения, кто проявляет к этому интерес. Это и обучающиеся, это родители, это люди трудоспособного возраста, это люди пожилого возраста, которые, выйдя на пенсию и оставшись здесь в условиях Крайнего Севера, испытывают определенные психологические проблемы. Поэтому тоже всегда вот эти мероприятия, они проходят, в общем, на ура и востребованы. Очень много нынче было запросов на проведение выступлений по интернет-зависимости. То есть вообще зависимости, конечно, они есть, и родителей очень это беспокоит. Поэтому психолог активно выходила. Проведение недель психологии. Также вот то, о чем уже Наталья Сергеевна говорила, что работников предприятий мы активно привлекаем к различным профилактическим проектам и конкурсам, но уже, коль об этом было сказано, то останавливаться не буду дальше. Что касается онлайн-обучения методом саморегуляции, то есть тоже вот 2020 год позволил нам освоить этот метод, для нас он был совершенно новый, метод работы, выход в онлайн. И опять же, пока все мы находились дома, то есть онлайн-эфиры всех наших специалистов, а особенно психолога, то есть они пользовались очень такой вот популярностью, то есть было достаточно большое количество просмотров сразу, и потом, когда, скажем так, видеозапись выкладывалась, то количество просмотров еще нарастало и нарастало. И хочется сказать, что вот выступление нашего психолога, то есть они записывались, и эти вот видеозаписи транслировались еще и некоторыми телерадиокомпаниями Ямало-Ненецкого автономного округа. Также она очень востребована у нас на радио и телевидении. Темы, вот тоже это часть тем. Хочу сказать, что
сейчас население очень активно, они предлагают свои темы для обсуждения на радио, на телевидении, в онлайн-эфирах, и то есть мы, конечно, идем навстречу. Конечно, вот буквально в 2 словах скажу о том, что нынче у нас реализуется такой значительный масштабный проект окружной «Бросай курить, вставай на лыжи». Курящего населения достаточно много, и поэтому мы решили привлечь всех тех, кто курит, кто, может быть, сейчас задумывается о том, что это проблема для него, что он, может быть, пытается решить для себя, определиться, что надо бросить эту вредную привычку. Ну и вот мы хотим поспособствовать в этом. Очень бы хотелось обратить внимание на флешмоб, который мы проводим, в общем-то, ежегодно, но в этот проект мы его тоже включили. «Я свободен, я больше не курю». Здесь бывшие курильщики делятся своими историями, и мы больше чем уверены, что определенные истории, то есть служат мотивацией для вот теперешних курильщиков к отказу от курения. И нельзя не сказать о том, что нынче, когда проводилась большая кампания по вакцинации коренного кочующего населения, мы смогли тоже провести большую работу в рамках отказа от курения вот среди коренного населения. Вот 2 фотографии здесь на слайде есть. Ну и буквально тоже вот в 2 словах повторюсь, но скажу, значит, нынче мы реализовали проект по снижению веса, участвовали у нас 100 человек, это жители города Надыма, то есть часть из них это работники тех организаций, предприятий, с которыми мы работаем по корпоративным программам. И здесь точно так же психолог оказал нам очень большую помощь в поддержке участников проекта, консультации участников проекта, то есть это были и индивидуальные занятия, и групповые занятия, и проведение школ здоровья по снижению массы тела. Ну и, в общем-то, хочу завершить свое выступление тем, что действительно мы выступаем точно так же, как и остальные участники круглого стола, за то, чтобы жизнь наших людей была гармоничной, чтобы они были здоровы, чтобы они были успешны, работоспособны, чувствовали себя прекрасно, и чтобы качество жизни их было на должном уровне. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Татьяна Яковлевна. Вот, действительно масштабная работа проводится вашим центром. Я еще раз хочу повториться, что вот нашим специалистам в области образования, значит, я думаю, можно многие вещи взять на вооружение из того, что вы здесь сегодня в таких масштабах делаете в нашем регионе. Спасибо. Дальше слово мы предоставляем Гладышевой Ольге Семеновне, доктору биологических наук, профессору кафедры физической культуры ОБЖ и здоровья и сбережения Нижегородского института развития образования. Воспитательный вектор новой программы внеурочной деятельности, разговор о здоровье для начальной и основной школы. Единственное, что я хочу, коллеги, обратить внимание ваше, что все мы перебираем по времени, вот, и мы можем просто не уложиться в тот регламент, который у нас есть. Поэтому прошу все-таки соблюдать регламент. Спасибо за предоставление слова. Я хочу всех поприветствовать и вернуть вас немножко к тому, с чего мы начинали, в педагогическую среду. И мое сообщение будет о педагогическом пространстве и формировании здоровьесберегающей культуры и культуры здорового образа жизни в этой среде. Да, все видите, да? Так нельзя? Вы знаете, опять вот не совсем правильно вы вошли. Хорошо бы повторить, потому что не на полный экран. Вот, да, давайте еще раз попробуйте. Выйти и зайти. Ольга Семеновна. Да, делаем. Не то. Не то. Закройте презентацию. Да. И полный экран. Выбрать полный экран. Демонстрация в полном экране. Вот, отлично. Спасибо. Спасибо. Ну, вы слышали то, что я говорил до этого. Просто не видели. Я хочу рассказать
на нашей работе постоянной, о социальном заказе не буду, так сказать, повторяться, потому что Виктор Васильевич очень подробно представил ту нормативную базу, которая заставляет нас работать в направлении здоровьесберегающей деятельности. Отмечу лишь соответствующие стандарты третьего поколения, которые в настоящее время вводятся в основной и в начальной и основной школах. Наши программы, которые мы делали для детей в течение многих лет, и они широко использовались, в этом году в связи с тем, что у нас появилась единственная возможность заниматься формированием культуры у обучающихся, в условиях внеурочной деятельности мы преобразовали в программу для внеурочной деятельности. Хочу сказать, что эта программа, в общем-то, двойного направления. И целевыми группами являются не только школьники различного возраста, которым эта программа адресована, учебно-методические комплексы и оценка эффективности, адресованная в этом случае. Эти же программы, они адресованы и педагогам, которые должны пройти обучение, сопровождать эти программы и реализовывать в рамках своей профессиональной деятельности. Хочу несколько слов сказать о том, что это за программы. Мы их называем программами нового поколения, потому что они в своей методологии мы выбрали совершенно новые парадигмы. В частности, мы отказываемся от авторитарных парадигм и базируемся на гуманистической основе. То есть здесь нужно как бы видеть своих подопечных, ну, неких, так сказать, не просто учеников, которые будут брать с вас пример, но каких-то, так сказать, субъектов совместной деятельности. Второй момент методологии, который был нами выбран, это, конечно, формировать у учителя и у ученика представление о здоровье как о ценностной категории. Поэтому основанием цели воспитания и социализации в нашей программе является здоровье как личностные ценности, как ценность бытия. Ну и, наконец, еще что нового, это, конечно, полная опора на компетентностный подход и превращение, который позволяет превращать процесс социализации детей из стихийного в направленный через формирование или воспитание основных социальных компетентностей. Вот здесь слово «воспитание» вы, наверное, увидели. Это, в общем-то, сейчас один из основных векторов образовательной деятельности. О каких компетентностях социальных идет речь? Ну, во-первых, принятие здоровья как одной из личных ценностей, умение общаться, которое нужно обрести как детям, так и педагогам, умение выходить из конфликтных ситуаций, умение принимать решения в ситуациях риска в пользу сохранения здоровья и выбор в пользу экологически целесообразного, здорового и безопасного поведения. Конечно же, вот такая методология, она позволила нам внести своеобразные идеи в эту программу, потому что, безусловно, мы не хотели превращать вот эти занятия в основу медицинских знаний. Да и не нужно это, потому что программа, ориентированная в начальной школе, а у нас есть еще и программы, которые более ранние, ориентированные на дошкольников, там дети еще не обладают никакими специальными знаниями. Впрочем, как и педагоги. Педагоги тоже не владеют основами какой-то медицинской культуры, поэтому проще исходить из совершенно других посылов. В частности, мы в основу содержания положили следующие идеи, что сущность человека, она двойственна, объединяет в себе единство биологического и социального начала. И как биологически человек обладает основными свойствами, как все живое. Наконец, человек взаимодействует с окружающим миром, природным и социальным, ориентируясь на основные ценностные начала, в том числе и на здоровье.
И вот меры взаимодействия с окружающим миром есть безопасность и социально ответственное поведение. Поэтому вот такой подход позволил нам представить содержательную часть этих программ, которые представляют собой глубокую интеграцию с предметами естественного цикла, основам безопасности жизни, что фактически позволяет сформировать представление о единой картине окружающего мира, о своем месте в нем, о единстве с ним, нормы и правила безопасного, экологически целесообразного поведения, о здоровье и здоровом образе жизни. И это, так сказать, содержательная часть, она работает не только на детей, но и на педагогов в том числе. Ну, что здесь у нас нового появилось по сравнению с нашими старыми программами? Конечно, это то, что форма использования программы в учебно-воспитательном процессе является внеурочная деятельность. Ну и кроме того, поскольку первые программы их создания прошлый век, 1998 год, первая программа появилась, сюда добавлены новые темы, связанные с информационной безопасностью, темы раскрываются с позиции рисков в социальном поведении, особенно расширены темы биологических рисков и обновлены темы аддикции с точки зрения современных представлений. Вот, исходя из всего этого, цели обновленной нашей программы, они стали звучать несколько по-другому, как содействие формированию обучающихся пониманием своего здоровья как важного жизненного ресурса и жизненной ценности для реализации жизненных планов и устремлений. Я думаю, что эта цель, она вполне приемлемая для педагогов. Основные задачи, конечно, реализовывались в содержательной части. Это расширение представления обучающихся различных возрастных групп о значении и роли сохранения здоровья в их настоящей и будущей жизни, обеспечение формирования устойчивых поведенческих навыков, сохранение индивидуального здоровья. Дальше формирование социально устойчивого типа поведения детей и подростков на основе овладения коммуникативными навыками общения, способом принятия решений в пользу сохранения своего здоровья как важной жизненной ценности. И вот здесь мне хочется еще сказать об одной инновации, поскольку мы заложили компетентностный подход, но в основе реализации этого подхода нам пришлось, и мы решили использовать методы реализации своей программы через системно-деятельностный подход, позволяющий достичь не только ценностных знаний в их результатах, но и сформировать ключевые социальные компетентности обучающихся, целевые позиции которых также определяются здоровьем как ценностным ориентиром. Первый этап освоения программы на младших школьников ориентирован, начальная школа, 1-4 класс, затем идет второй этап, это 5-7 классы, младшие подростки, и третий этап, старшие подростки, 8-9 классы. Почему мы разделили основную школу на два этапа? Это связано, конечно, с возрастными особенностями детей в этих группах, с психологией поведения, поэтому как бы вот эти вещи мы разделили. Какие мы прогнозируем результаты, и результаты, которые, в общем-то, вполне реально мы добиваемся в ходе реализации нашей программы. Это изменение ценностных и целевых установок, обучающихся, ориентированных на здоровье и здоровый образ жизни, получение минимума необходимых каждому человеку практических знаний о своем здоровье, а также практических навыков его сохранения, овладение умением принимать решения в сложных критических жизненных ситуациях, руководствуясь здоровьем как приоритетной ценностью человеческого бытия, овладение навыками эффективного общения, сотрудничества, умение выходить из конфликтов и развитие навыков самостоятельной деятельности, самостоятельного познания, мышления и анализа. Если мы внимательно вчитаемся в эти позиции прогнозируемых результатов, то вполне четко мы найдем все то, что декларируется федеральными стандартами 3.0.
Конечно, мы очень занимались оцениванием эффективности нашей программы. И вот критерии основные, которые мы заложили сюда, это интерес к занятиям, мировоззренческие установки у школьников на здоровье, здоровый образ жизни, знание предметного материала, полезность для здоровья. И вот это очень важный момент, связанный с применением в жизни. А также развивающий эффект этих программ для анализа приобретения универсальных учебных действий, или, как это звучит в стандартах, УУД. Ну и, наконец, вот немножко об этапах формирования ценностных ориентиров. Мы взяли за основу разработанный профессором Верой Викторовной Николиной четырехэтапный период формирования ценностных ориентаций, начиная с ориентационного этапа, с проявления интереса, затем переходом к знаниевому этапу, затем с присвоения этих ценностей, и, наконец, с деятельностный этап, который позволяет уже использовать эти ценности в жизненной ориентации. Значит, к нашим программам существует методический комплекс для учителя, что облегчает ему работу, даже если он не прошел специальной подготовки. И вот в этих методических комплексах есть разработка сценариев занятий по всем направлениям программы. И, кроме всего прочего, все эти сценарии выстроены в системно-деятельностном подходе. Как мы предлагаем внедрять эту программу? Конечно, через инновационную деятельность, которая может быть проведена в масштабах всей школы, либо, так сказать, через обучение каких-то отдельных тьюторов, педагогов-тьюторов, которые освоят и передадут затем эту программу остальным педагогам. Ну и у нас для них существуют специальные курсы. Вот здесь как раз название этого курсового направления – это инновационный опыт организации здоровья-сберегающей деятельности в образовательных организациях Нижегородской области в условиях реализации стандартов. Конечно, я уже сказала, что основным вектором современной образовательной политики является воспитание. Ну и второй вектор – это, конечно, безусловно, грамотность в той профессии, которую ты реализуешь. И вот здесь можно говорить о здоровье-сберегающей грамотности, которую уже в течение многих лет на базе Нижегородского института развития образования мы развиваем в целой системе курсовой подготовки. Поэтому в своем заключительном слайде я расположила, значит, нашу электронную почту, одновременно сайт нашего института, где, заходя на этот сайт и обращаясь к направлению здоровья и сбережения в образовании, можно найти все то, о чем я уже сказала. Это систематическое формирование здоровья и сберегающей грамотности у педагогических специалистов. Мы работаем с педагогами всех направлений, всех специальностей, различных предметных областей, потому что каждый педагог в своей деятельности должен реализовать именно это направление. И именно это дает успешность в сохранении здоровья не только обучающихся, но и самих педагогов. И мы в течение уже 5 лет реализуем такой курсовой поток, который называется «Профессиональное саморазвитие и здоровье педагога». Вот здесь много говорилось о психическом здоровье, но как бы дело не только в психическом здоровье. Дело в самых различных аспектах здоровья педагогов, с которыми нужно познакомить. И основной причиной их выгорания, эмоциональной неустойчивости, безусловно, является их профессиональная деятельность. Поэтому, обучая педагога оптимизации своей профессиональной деятельности на своем рабочем месте, плюс
обучая психологической культуре и навыкам, элементарным навыкам здорового образа жизни, приглашая медицинских специалистов, психологов. Вот, собственно говоря, такой путь к решению проблемы профессионального здоровья учителя мы выбрали для себя. И дело в том, что действительно всегда очень активно участвуют в таком обучении педагоги самых различных профилей. Благодарю вас за внимание. Спасибо большое, Ольга Семеновна, за системный такой доклад. Я бы еще хотела сказать, Виктор Васильевич, если у вас появится желание контактов с нами, вот эти адреса вы тоже посмотрите, и мы всегда готовы с вами сотрудничать. Спасибо большое, Ольга Семеновна, обязательно. Нам нужно объединяться, нам нужно вместе работать. Вот, спасибо большое за ваш системный подробный доклад вашего опыта и вашей работы, значит, вашей программы. Мы переходим к следующему докладчику. Ильясова Эльвира Наилевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошкольного начального образования, Институт развития образования и учитель одновременно начальных классов средней школы Аксакова, имени Аксакова, деревни Старые Кишки, Кармаскалинского района Башкирской республики, Башкортостана. Значит, тема «Взаимосвязь духовного и филексологического воспитания в контексте проектирования развивающей информационной образовательной среды в современной школе». Пожалуйста, ну, опять же, просим вас развернуть свое... Уважаемые коллеги, здравствуйте, вы меня слышите? Да, мы слышим. Вот опять презентация у вас не на полный экран. Ага. Так, а как мне надо сделать? Сейчас остановить демонстрацию, да? На полный экран. Видно, уважаемые коллеги? Видно, но не на полном экране. Вот, может быть, сейчас я попрошу Руслана, чтобы он вам пояснил, как зайти. Добрый день. Закройте, пожалуйста, демонстрацию экрана. Теперь нажмите демонстрацию экрана и выберите развернутый, в общем, то, что вы открывали на полный экран презентацию. Демонстрация экрана. То есть предварительно нужно ее на слайды показывать, то есть на полный экран, потом уже в демонстрации выбирать полный экран. Вы в презентации предварительно нажимаете показ слайдов. Вот, все отлично. Да? Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня было много затронуто проблем, связанных с правовым аспектом соблюдения культуры здоровья, с ресурсом здоровья и учителя-практика, о внедрении различных корпоративных программ здоровья, конечно же, и многое другое. Очень лестно, что с каждым годом тематика наших круглых столов, она расширяется, более углубленно поднимаются реальные вопросы нашего образования. Сегодня, конечно же, для России, как многонационального государства, чрезвычайно важна деятельность, которая способна объединить нацию, содействовать сопряжению разнородных интересов различных слоев общества. Конечно же, в этом огромную роль играет само общество. Именно нам, педагогам, представлена возможность научить ребенка быть здоровым душой и телом, стремиться творить свое здоровье, применяя знания и умения, чтобы в дальнейшем действие ребенка, его поступки, инициативы, творчество, конечно же, соприкасалось с потребностями быть счастливым, здоровым физически и нравственно.
Следует отметить, что духовность и нравственность – понятия, существующие в неразрывном единстве. В рамках своего исследования мы обратились к понятиям, представленными Татьяной Ивановной Петраковой, и, наверное, коллеги со мной согласятся, что из данных понятий мы видим, что духовность – это то, чем и ради чего человек живет и действует, а нравственность – это то, как он живет и действует. То есть смыслы задает духовность, а правила и способы жизнедеятельности, то, конечно же, это задает нравственность. Таким образом, очевидно, что одной из основных задач духовно-нравственного воспитания является выбор определенных базовых ценностей. Они являются и содержанием. Исходя из этого, сегодня особую актуальность приобретает проблема, связанная с психологической перестройкой педагогических кадров, их психолого-педагогической подготовкой. То есть подобная ориентация личности современного учителя предполагает смещение личностного статуса с позиции пассивного потребителя духовных ценностей в статус социально активного соучастника. Мы солидарны с мнением Куней Егоровны Гагариной, которая, рассматривая процесс духовно-нравственного воспитания, отмечала, что все-таки благополучие наших воспитанников будет зависеть от того, какие отношения складываются между педагогом и обучающимся, есть ли между ними совместная творческая деятельность, насколько наши воспитанники вовлечены в самостоятельную работу, насколько они вовлечены в групповые формы работы, потому что роль коллектива, его творческая атмосфера очень велика. Доминанцией воспитания, конечно, должно стать личностный подход. На наш взгляд, духовно-нравственный человек – это все-таки счастливый человек, и который может развить у себя с малых лет умение пользоваться своими силами духовными, общественными, культурными, семейными. Конечно же, многомерность мира и объектов действительности заставляет прежде всего определять ракурс рассмотрения счастья как феномена психолого-педагогической реальности. На следующем слайде мы представили понятие счастья с различных точек зрения, социологической, философской, психологической, культурологической. Все они отражают определенный аспект того или иного направления. Но для нас, вот как для учителей, как лично для меня, как для ученого-практика, все-таки, наверное, более близка эта педагогическая точка зрения, в которой отмечено, что все-таки счастье – это условие жизни и единственно возможное условие развития ребенка, фактор его физического и духовного восхождения в культуре жизни. Стремление к счастью, как определяющая движущая сила деятельности человека, на Земле было выявлено, конечно, очень давно и сформулировано во многих общих объективных закономерностях человеческой жизни. Айденян в своей книге «Трактат о счастье» очень многозначительно и содержательно расписал эти измерения счастья. Они представлены на слайде, если вы обратите внимание, казалось бы, это обычные, обыденные вещи, но они лежат в основе смысле жизни человека. То есть необходимо ответить, что все эти измерения счастья, и они объединяются, и можно сказать, что счастье – это удовлетворение всех вот этих благ и добродетелей. Счастье можно представить как оценочную категорию. При помощи этого понятия человек оценивает свое состояние или жизнь в целом. Таким образом, одной из приоритетных в развитии современной школы, на наш взгляд, должна стать стратегия формирования счастливого человека, то есть разработка и внедрение в образовательный процесс новой парадигмы филексологической. К методологам филексологической парадигмы можно отнести и школу свободного развития личности Штайнера, и педагогику счастья Манашвили, и многих-многих других. Реализация филексологического мотива, то есть мотива быть счастливым в современной школе, возможно через предметы, способствующие духовно-нравственному развитию личности ребенка. В связи с этим забота о счастье ребенка в процессе воспитания является аспектом гуманистической педагогики, составной частью цели гуманистического воспитания, так как способствует максимальному развитию личности ребенка, реализации его творческого потенциала, воспитанию субъекта и творца собственной жизни.
В контексте техногенных преобразований, происходящих в индустриальном обществе, важную роль приобретает новая образовательная модель, фасилитационная, в которой при трансляции социокультурного опыта от учителя к ученику в процессе обучения ведущей функцией педагога становится помощь и поддержка обучающегося. При такой постановке проблемы задача педагога состоит не в передаче знаний ученику в готовом виде, а в формировании у него умений осуществлять поиск, систематизацию, структурирование различной информации. В этой связи возрастает роль информационно-коммуникационных технологий. На сегодняшний день особенно заметна тенденция подмены реального мира миром виртуальным, где счастье столь же виртуально. Поэтому особое место профессиональной мотивации педагога-фасилитатора должен, конечно же, занимать мотив филексиологического плана, то есть содействие развитию способности ребенка проживать счастье жизни во всех ее проявлениях. Этого можно достичь, на наш взгляд, если педагог правильно будет проектировать образовательную среду в условиях современной школы. Наш опыт показал, что одним из базовых механизмов формирования филексиологического мотива у субъектов педагогического процесса в современной школе является проектирование развивающей информационной образовательной среды. Под развивающей информационной образовательной средой мы понимаем такую среду, то есть целостную педагогическую систему, которая интегрирует в себе несколько модусов. Это современные инновационные образовательные технологии, это информационные образовательные ресурсы, средства управления образовательным процессом, ну и, конечно же, психолого-педагогические условия. Следовательно, это среда, в которой будут учтены личностные ресурсы субъектов образовательного процесса, где в качестве главного максимума в развитии личности выступят ее творческие возможности и образовательные потребности. Мы считаем, что главное достоинство данной среды обеспечивает достижение планируемых результатов обучения. Это в ее дидактических возможностях, которые позволяют реализовать задачи модернизации образования. Таким образом, в развивающей информационной образовательной среде возможно учесть психофизиологические особенности обучения, воспитания и творческого саморазвития субъектов учебной деятельности. Возможно создать психолого-педагогические условия, в контексте которых будут приняты во внимание способы структурирования информации в центральной нервной системе человека в различные периоды онтогенеза и учтены психологические особенности творческого саморазвития субъектов образовательного процесса, что в свою очередь обеспечит гуманистическую и филексиологическую направленность современного образования. В связи с этим хочется отметить мысль, высказанную Щурковой и Павловой в своей работе. Чтобы иметь право говорить о детях как о счастливых и развитых духовно, и, следовательно, о школе, которая правомочно заявляет о своей гуманистической и филексиологической ориентации, мы должны услышать от них, какое счастье жить, какое счастье учиться, как мне это нравится, как я хочу идти в школу, сколько мне может дать учитель и так далее, и так далее. Я получаю оттуда очень много интересного. Услышав от школьника такие суждения, можно, конечно же, позволить себе педагогическую уверенность в достойном исходе жизни, проживаемым нашими воспитанниками. Это будет означать, что нам удалось расширить пространство духовного мира школьника, и дети наши стали способны проживать взаимодействие с окружающим миром в его значимости для личности. И в заключение, уважаемые коллеги, конечно, необходимо подчеркнуть, что при правильном структурировании учебного материала, при правильном проектировании образовательной среде, учитывая все факторы, которые участвуют в построении этой среды, мы можем отметить, что только такая среда будет способствовать формированию субъектов образовательного процесса, смысла жизненных ориентаций, которые являются важным психологическим конструктом в стратегиях жизни и деятельности, связанных с духовно-нравственной позицией личности, с ее представлениями о добре, счастье и любви. На этом у меня все. Спасибо, уважаемые коллеги, за внимание. Спасибо большое, Эльвира Наилевна. Замечательно сказать, вот вы нас обратили к одной из важнейших ценностей, может быть, самой главной ценности для детей, тем более, к счастью. Вот. И, наверное, очень повезло, значит, школе в деревне Старые
Кишки, да? Кишки, да. Это такое название, никто выговорить не может. Вот с этим я всегда сталкиваюсь. Любой документ неправильно прописывается. Кто кишки, по-разному. Понимаете, вот как бы в деревне старой Киешки, да, значит, работает доцент, кандидат наук, значит, преподаватель Института развития образования. Вот я говорю, что им очень повезло, что вы с такими ценностями входите к детям в школу. И это залог здоровья на самом деле. Без счастья, здоровья не может быть. Невозможно. Спасибо большое. Да. Так, мы передаем слово, значит, Соколу Дмитрию Андреевичу, такой тоже замечательная фамилия Сокол, учитель физической культуры Красноселькупской школы, средней образовательной школы «Радуга» нашего Ямал-Ненецкого автономного округа. Роль эмоциональной составляющей в здоровьесберегающих технологиях на уроках физкультуры. Кстати, Дмитрий Андреевич был одним из конкурсантов в конкурсе «Учитель здоровья» за 2020 год. Так что вот я думаю, что нам будет очень интересно. Это учитель, который старается реализовать на уроках на своих вот эти идеи, эти задачи, технологии здоровьесбережения. Пожалуйста. Да, спасибо большое, Виктор Васильевич. Меня слышно хорошо? Да, да. Спасибо большое. Добрый день всем, уважаемые коллеги. Так, презентацию видно, все нормально. Правильно? Хорошо. Да, тема моего доклада – роль эмоциональной составляющей в здоровьесберегающих технологиях. Так, секунду. Ну, в школе не создают условий для улучшения. Не случайно состояние здоровья детей вызывает детей, поступающих в школу, а за годы обучения в школе их, так скажем, количество патологий, число детей с заболеванием. Состояние здоровья – результат неблагоприятного влияния не только социально-экономических, экологических, но и ряда педагогических факторов. Здоровый образ жизни. Поэтому создание оптимальных условий для реализации здоровьесберегающих технологий является одним из приоритетных направлений. В данном контексте и основная для сохранения обучения в школе. Урок организации физического воспитания. Поэтому немаловажно правильно организовать здоровьесберегание, обеспечивать всем участникам процесса сохранения и повышения их жизненных сил от начала и до конца урока, а также позволять самостоятельно в дальнейшем в жизни. Стараюсь создать эмоциональную сферу, что обеспечивает успешную деятельность. Дмитрий Андреевич, извините, ради бога, у вас пропадает звук, вот, посмотрите, там, может быть, как-то настроиться лучше. Пропадает, не все мы слышим в вашем докладе. Сейчас слышно? Слышно, но вот как бы пропадает периодически. Это возможно, со связью проблема просто, скорее всего. Да. Ну, хорошо. Да, прерываются они потихоньку, да, прерывание идет. Сейчас слышно меня нормально? Слышно нормально, да, слушаю вас. На своих уроках стараюсь создать эмоционально положительную атмосферу, что обеспечивает успешную деятельность, повышает работоспособность и снижает утомление. Смена форм проведения урока снижает напряженность у ребенка и дает возможность найти себя. Он начинает чувствовать свою значимость, повышается самооценка, появляются положительные эмоции. Такой прием необходим не только для познавательного развития учеников, но и для их
нормального психофизического состояния. Включение в интенсивную работу игровой деятельности необходимое переключение, успокоение, временного отдыха для урегулирования дыхательной и сердечно-сосудистой системы организма. Все это создает ситуацию успеха, придавая ребятам уверенность в своих силах. Физкультурная активность детей обусловлена в основном эмоциональными переживаниями, привлекательности физкультурных занятий и доставляемых им удовольствия. Не случайно школьники в качестве мотивов таких занятий на первом месте называют получение удовольствия от самого процесса физкультурной активности. Высокий уровень эмоциональной устойчивости обеспечивает положительный результат общения, взаимодействия детей со сверстниками и взрослыми. Способствует качественному усвоению знаний, формированию умений и в целом успешному обучению в дальнейшем в школе. Эмоции оказывают влияние практически на все сферы психофизического развития, регуляцию поведения, овладение ребенком средствами и способами взаимодействия с другими людьми, поведение в классе со сверстниками. Эмоции выступают как внешний знак внутреннего состояния. Целостное отношение к здоровью формируется не только на уроках, но и в неурочных мероприятиях. В педагогической практике, помимо уроков физической культуры, используются такие формы здоровьесберегающих технологий, как гимнастика до уроков, подвижные перемены, занятия в спортивных секциях, спортивно-массовая работа. Эти формы занятий способствуют физическому развитию, укреплению здоровья учащихся, повышению качества учебной деятельности и воспитанию дисциплинированности. Систематическое проведение физкультурных мероприятий приучает детей к повседневной работе, о своем здоровье и точному выполнению режима дня. Опыт работы по формированию у школьников навыков правильного здоровьесберегающего поведения способствует качественному улучшению состояния здоровья учащихся, что непосредственно отражается на их успеваемости и общем эмоциональном состоянии и отношению к учебе. Таким образом, в процессе обучения детей важно способствовать благоприятному эмоциональному фону. Тогда дети будут с удовольствием посещать уроки физической культуры. Удовлетворенность обучающихся – это необходимый компонент положительного отношения к урокам. Ребенок должен получать удовлетворение от того, что он делает. Спасибо большое за внимание, уважаемые коллеги. Конечно, в 2020 году, скажем, пандемия внесла некоторые коррекции в наш образовательный процесс и вообще в образовательный процесс всей страны, и не только, и всего мира. Но мы с этим справились. Особенно было интересно работать, наверное, учителям физической культуры в условиях пандемии. Это информационные новые всякие технологии, да, проведение уроков физкультуры как такового. Теория теорией, она нужна и важна, но именно проведение хотя бы той же разминки, чтобы дети могли немножко оторваться от компьютера, так сказать, размять свое тело и дух. Вот, это было очень интересно. Не просто, но интересно. В общем, у меня все. Спасибо большое. Спасибо большое, Дмитрий Андреевич. Вот с такими молодыми творческими энтузиастами, я думаю, что нам не страшны никакой вирус, никакая пандемия, сказать. Вот мы справимся, укрепляя детей физически, психически и духовно. Спасибо вам большое за ваш труд, дорогой. Спасибо. И успехов вам дальнейших. Подавайте на будущий год на конкурс, сказать, вот, и уже знаете, имеете опыт, может быть, и войдете в лидеры в финал. Спасибо большое. Спасибо. Вот, ну и у нас еще один доклад, уважаемые коллеги, значит, но он имеет, значит, своим содержанием представление здоровьесберегающих, современных здоровьесберегающих технологий, мониторинга и восстановления здоровья. Вот, и как бы здесь с этим докладом выступит Ляля Бариевна Зинатуллина, заместитель директора, значит, фирмы «Медицинские наукоемкие системы технологий», город Москва. Вот я думаю, что нам будет с вами очень полезно тоже посмотреть, какие технические средства сегодня современные, сказать, существуют для мониторинга здоровья и в общем-то, так скажем, аппаратные методы укрепления здоровья. Пожалуйста, Ляля Бариевна, слушаем вас.
Ага, вон она, да. Добрый день. Меня слышно, видно? Да, сейчас слышно, но пока еще не видно. Появитесь, появитесь. Презентацию видно, нет? Нет, 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 нет. Я сейчас попрошу Руслана Алексеевича. Да, он вам поможет это самое настроиться. Так, честно говоря, я, конечно, чайник в этом деле. Вот сейчас мы вас видим. Так, давайте сейчас Руслан Алексеевич вам поможет, подскажет, как настроиться. Здравствуйте. Включите предварительно презентацию, откройте. Ну вот. Все отлично, все работает. Все отлично. Слушаем вас, все нормально. Презентация видим. Я промахнулась, но я представляю большое количество разработчиков, которые, в общем-то, наверное, существовали во все годы Советского Союза, и нашим многим разработчикам уже далеко за 70, 60 и плюс. Собственно, наша задача, наверное, сохранить вот эти технологии и преподнести тем людям, которые, в общем-то, в этом заинтересованы. Дело в том, что еще в 2009 году в рамках форума Лиги здоровья нации мы собрали где-то, наверное, около 10 разработчиков, около 10 коммерческих компаний, которые, в общем-то, в манеже в Москве во время форума представляли кабинет здоровья школьника. Ну, как-то это все ушло в историю, но в 2014 году мы в агентстве стратегических инициатив собрали тоже полностью около 30 разработчиков по превентивной медицине. На сегодняшний день об этом многие говорят, но не совсем представляют, как можно это создать, как можно это использовать. И, соответственно, вот наш опыт, и мы не только разработчики, мы еще те специалисты, которые создаем некие программы, и эти программы далее внедряем. Вот, сегодня прозвучало очень интересные доклады были и вчера, и сегодня прозвучало о том, что была валиология когда-то, сегодня нет специалистов, тем более школа заинтересована, естественно, на образование, я хочу вот показать здесь значок Health One. Соответственно, вот этой технологии здоровья-сбережения есть специалисты, которые обучают. И мы говорим о том, что уже откровенно говорим, что меньше 20% детей только сохраняют здоровье к окончанию школы. Да, для педагогов и для школы это успеваемость, образование. Врачей практически в школах сейчас нет, медсестры появляются редко, а ежегодная диспансеризация, да, она очень капиталоемкая. И мы сегодня говорим о тех технологиях, которые позволяли бы, чтобы заболевание ребенка не переходило в стадию запущенной, и в то же время, может быть, и сохранить какие-то определенные бюджеты, которые, в общем-то, сегодня мы найдем, куда их применить. Да. И сегодня главное требование к мониторингу, чтобы это была объективность, были определенные достоверности и выявлять группы риска, которые должны контролироваться больше и чаще. И на время на мониторинг, на контроль, собственно, должны выделяться минимум времени. В одной из презентаций я видела использование прибора BOSS. Да, это здорово, но вы, конечно, больше говорите о психоэмоциональных, психосоматических мероприятиях. Но здесь мы будем ставить больше упор на состояние физики и в то же время и состояние психоэмоционального состояния. Вот подобные работы у нас проводились нашими последователями в Шарканском районе с нашей технологией мониторинга и оздоровления. Это в Удмуртской республике, Министерство соцзащиты Республики Татарстан. Мы начали работать там с детьми с ограниченными возможностями. Из 120 реабилитационных центров практически где-то
40 из них, то есть 1/3 практически приняли наши те или иные технологии. И эта же работа проводилась и в детских поликлиниках 144 и 63. И самое основное, это была школа здоровья 1998 Лукоморье, где мы работали с ними в направлении здоровья и сбережения. Это была, наверное, самая первая апробация. В этой школе были дети с детского садика, дальше они переходили в школу, и дети с определенным количеством заболеваний, которые состояли на учете. И практически с 11 класса они уходили здоровыми и поступали в институты, и, соответственно, они уходили куда-то уже в нормальную жизнь, определенно имея потенциал. Соответственно, вот эти технологии позволяют, технологии контроля, то есть контроль и оценка динамики, позволяют проконтролировать 50-70 человек в день. И это вполне можно было даже совместить с работой, допустим, на предмете ОБЖ. К сожалению, у меня уже дети взрослые, поэтому такая система образования сейчас я немножко далека от этого, но тем не менее найти специалиста, обучить специалиста и позволить компьютерной диагностике, вот она как раз здесь и представлена, да, компьютерной диагностике можно обучить любого специалиста, оператора, а дальше работать в тандеме с врачами. Врачи очень хорошо воспринимают эту технологию, утвержденная в Минздраве, есть регистрационное удостоверение, сертификат соответствия, но, соответственно, это все разрешительные технологии. Но есть программное обеспечение и умный сенсор, который, в принципе, практически умещается в дамской сумке, и можно передавать эту информацию на компьютер, можно передавать в поликлинике. У нас были работы, когда проводились работы в школе, а потом эта вся информация передавалась в поликлинику, обрабатывалась. И опыт школы Лукоморья, где, в общем-то, 900 детей были проконтролированы, а потом уже попросили они сделать программу диспансеризации, конечно, это очень большой опыт, и здесь проводились исследования практически физической величины, электрического сопротивления кожи в определенных зонах. А дальше, то есть это буквально 2 минуты, и в компьютере уже остается полностью вся эта информация о функциональном состоянии организма человека. Да? И вот здесь как раз представлены программа диспансеризации, то есть комплекс не ставит диагнозов, сигнализирует о наличии проблемы и выявляет дальше, какому специалисту необходимо пойти. А дальше мы рекомендуем какие-то оздоровительные технологии, и мы видим эту динамику. И кроме всего прочего, у нас есть программа статистической обработки, когда можно определенную группу, допустим, класс, взять, выбрать, продиагностировать, а дальше обработать, выявить, какие заболевания именно содружеству детей вот в этом классе или же в этой школе свойственно, а дальше уже назначать какие-то определенные оздоровительные технологии и уже на выходе проводить аналитику. То есть такую работу мы проводили как раз в оздоровительном лагере в Министерстве соцзащиты Республики Татарстан, когда мы 170 детишек в течение короткого времени провели обследование трижды. То есть в начале заезда, в середине заезда и в конце. И эта работа была представлена на коллегии Министерства здравоохранения как определенный опыт. Ну, естественно, регулярный контроль, мониторинг – это вовремя выявленные болезни, это снижение риска эпидемии, это большее количество здоровых детей, и, конечно же, здоровые дети лучше учатся. Но все эти работы были проведены вот в этих государственных учреждениях контроля, то есть контроль, выявление функциональных нарушений, оценка психоэмоционального нарушения, и дальше уже составляется определенная комплексная технология оздоровления. Мы, когда вот сотрудничали с агентством стратегических инициатив, это как раз вот 2014 год, для превентивной медицины мы создали определенные кабинеты здоровья. Вот видите, есть базовая модель. Базовая модель, куда включается
определенное количество необходимого оборудования. Дальше мы создавали для образовательных учреждений, для социальных учреждений, для спорта и фитнеса, для дома, для семьи, для VIP-клиентов и для предприятий. Сегодня как раз и проговаривали о том, что есть корпоративные программы. Мы больше, конечно, работали с санаториями, с медицинскими учреждениями, с коммерческими и так далее, там, где нас слышат, там, где хотят инновационных технологий. Ну и здесь варианты комплектации, где, в общем-то, представлены определенные виды, ну, это самый минимум. У нашей команды были опробированы десятки видов разнообразных технологий, аппаратов, тренажеров, которые, в общем-то, выставляются и на выставке здравоохранения. Кстати, вот сейчас как раз 6 декабря начинается ежегодная выставка здравоохранения. Я очень много работала на этих выставках, то есть с 2004 года, опыт работы 17 лет. И мы видим здесь представлены разнообразные технологии, разнообразные аппараты. Это больше как бы по аппаратной части, где, в общем-то, есть аппараты для поддержания бронхолегочной системы, аппараты, которые используются для восстановления зрения. Есть целая технология, вот она еще в 2002 году была утверждена Минздраве, технология здоровый позвоночник. Это была как раз наша работа на основе контроля индискрина, комплексной диагностики. Дальше вытяжение на позвоночника на гравислайдере. Гравислайдер – это вообще уникальный тренажер, который вытягивает позвоночник согласно под действием собственного веса. И когда у педагога, у ребенка болит спина, естественно, у него качество жизни снижено. И вот эти все технологии, в общем-то, они, конечно, позволяют предупреждать, восстанавливать, порой даже безоперационно восстанавливать функцию позвоночно-двигательных сегментов. И вот здесь очень интересная работа. Я просто практически на 2 работах хочу более подробно остановиться. Это стулья, как наши дети сидят. Да, вот взрослое поколение, ну, которому уже за 50 с плюсом, мы сидели на другой мебели. Да, у нас были парты с отсутствующими, я не помню, как они называются, и были определенные парты. Конечно, сейчас другая мебель, другая современность, но при всем при этом очень много уходит здоровья детей именно из-за неправильного сидения. И в моем окружении есть доктор, который с 2007 года, он уже создал вот эти стулья, которые предотвращают грубую патологию позвоночника. Это запатентованная технология. Здесь 3 фактора. Это изменяющаяся высота спинки, изменяющееся положение сидения. То есть ребенок может сидеть на краю, может сидеть в глубине, тем не менее он все равно будет тренировать те 400 мышц и связок, которые, в общем-то, у каждого человека есть. И из-за того, что мы прямоходящие и, соответственно, мы нарушаем, вот, не тренируем определенные мышцы и связки, мы, в общем-то, имеем впоследствии какие-то заболевания. То есть у нас есть еще диагностика по позвоночнику, мы можем выявлять, какие у нас позвоночно-двигательные сегменты спазмированы, какие у нас находятся в ишемии, и с открытыми глазами дальше уже назначать те или иные технологии. То есть вот здесь представлен стул, который, в общем-то, можно с 1 класса до 11 класса менять. Соответственно, согласно требованию ГОСТа, ребенок так и будет сидеть и хоть в школе, хоть дома. Это технология, система распределительных оздоровительных нагрузок за счет изменения конструкции стула. И, соответственно, это позволяет сидеть ребенку с фазами отдыха и, соответственно, позволяет быть ему здоровым. И вот еще очень интересная работа, волновые тренажеры Агашина. Он преподавал в Институте физкультуры, но столкнувшись с проблемами с позвоночником, с нагрузками, он создал маленькие такие тренажеры, которые, вот он как раз вот здесь есть на фотографии, Марк Федорович. Кстати, у меня есть вот этот тренажер, вот он, я его приготовила, как бы, чтобы показать. Он у меня домашний, соответственно, используя эти тренажеры, они есть разные по весу, разные по длине и по размерам, по диаметру.
их можно использовать во время перемены. И дети просто становятся здоровее. Были проведены очень много клинических исследований. Вначале этот тренажер имел сертификат медицинский. Сейчас на него нет сертификата медицинского, но тем не менее его можно использовать хоть на уроках физкультуры. Когда мы детей освобождаем от уроков физкультуры, мы не делаем во благо. То есть нужно хотя бы минимальные нагрузки давать для того, чтобы ребенок был подвижным, чтобы он был психологически определенным образом восстановлен. И таким образом вот это методические пособия, которые, в общем-то, создавали наши последователи, которые использовали эти технологии, кто-то в большей степени, кто-то в меньшей степени. То есть это вот работа Министерства соцзащиты Республики Татарстан. Но они апробировали эти работы, эти технологии и в образовательной школе, и для корпоративных программ, и для программ с психологами и с работниками социальной сферы. Они использовали для VIP-клиентов, поэтому все эти технологии были в свое время описаны. И была вот конференция, когда использовались как раз опыт работы школы в Татарстане в том числе, и были выступления разработчиков. Это еще 2014 год. И подобные же работы были в Иркутской области. То есть наших последователей было достаточно много. И что я хочу сказать, что используя эти простые и не очень дорогие технологии, можно восстановить здоровье и, собственно, ребенка, ученика и тех же преподавателей. Потому что когда мы используем, вот я хочу вернуться на тренажер Гравислайдер, когда в течение 30 минут мы лежим на этом тренажере, очень мощно снимается психоэмоциональная нагрузка. То есть мы работаем и с физикой тела, мы работаем и с психологией. Очень много было замечательных докладов по психоэмоциональному выгоранию. То есть мы здесь восстанавливаем здоровье всего населения. И, конечно, включая то, что в 2024 году будет уже повсеместно, скажем, дай бог, чтобы все это случилось, включение программ корпоративных в том числе, конечно, вот эти все технологии можно было бы использовать. Вот я не сказала о этих двух динамических стульях, которые, в общем-то, которыми можно оснащать полностью школы, можно использовать в домашних условиях. Во всяком случае, дети будут здоровее. Я хочу выразить огромную благодарность Харисову Кафразовичу. Когда мы проводили в 2011, 2013 и 2015 годах наши конференции, когда мы приглашали наших партнеров, которые работали, наших докторов, которые создавали у себя в регионах вот эти центры и использовали наши технологии и давали обратную реакцию, соответственно, вот, было очень приятно, и, наверное, не зря он пригласил меня, хотя, в общем-то, я и не являюсь педагогом, мы со стороны разработчиков, да, со стороны коммерческих фирм, но, тем не менее, все эти технологии, они очень полезны для людей. Я очень благодарна за эту возможность проговорить об этом, поэтому я думаю, что информацию можно давать. Мы можем создавать проекты, мы можем обучать специалистов в рамках Хаусбена. И, соответственно, вот здесь этот значок как раз, программы утверждены и Первым медицинским университетом. То есть это можно распространять, поэтому мы будем очень благодарны. Спасибо. Спасибо большое, Илья Борисовна. Я думаю, что это ваша информация, ваш доклад заинтересовал наших участников, потому что это и мониторинг, объективный мониторинг здоровья, это и среда, значит, какие-то технологии, которые помогают, технические устройства помогают сохранять или восстанавливать здоровье. Это тоже очень важно. Уважаемые коллеги, мы с вами заслушали 9 докладов. Вот, к сожалению, мы вышли из регламента, но, тем не менее, у нас сегодня еще сохраняется вот где-то около 20 человек-участников, поэтому кто, может быть, желает выступить с коротким выступлением, мы договаривались до 3 минут, вот, может быть, будут вопросы,
Вот, я предлагаю, в общем, еще пообщаться. Может быть, будут какие-то интересные мысли, идеи, предложения. Вот, пожалуйста, уважаемые коллеги. Уберите, пожалуйста, демонстрацию. Илья Борисовна, демонстрацию уберите, мы не видим экран. Она звук выключила, да? Да, Илья Борисовна, спасибо. Значит, уважаемые коллеги, вот у нас еще работают около 20 человек участников, поэтому кто желает, может быть, дополнить, выступить, высказаться. На самом деле эти все доклады, они очень содержательные были, и как бы в них рассмотрены разные аспекты были нашей общей темы с вами «Здоровье сбережения». И, конечно, это обогащение. Вот для меня лично, так сказать, это было, значит, обогащение моих представлений, моих знаний, расширение знаний в этой области. Поэтому спасибо всем большое. Вот, все старались, и, в общем-то, очень полноценные были представлены доклады. Пожалуйста, уважаемые коллеги, кто желает выступить? Тут у нас сегодня среди слушателей есть и представители школ. Вот мы вот видим здесь департамент образования Ярсале, Эрни Валерьевич. Вот, и да, ну, в общем, разные у нас здесь представители из разных регионов, из разных учреждений, учителя, ученые, преподаватели, значит, институтов развития образования, представители различных центров и так далее. Вот, пожалуйста, уважаемые коллеги. Виктор Васильевич, несколько слов можно сказать? Да, Ольга Семеновна, пожалуйста, Да, слушаю. я хотела бы в заключение сказать, что вообще вы подняли очень важную тему здоровья педагога. Фактически, вот несмотря на то, что вы в своем докладе приводили огромное количество нормативных документов, связанных с поддержанием здоровья, культуры здоровья, но о педагоге там ничего не говорится, поскольку мне эти документы очень хорошо знакомы. Поэтому то, что вы здесь подняли, и в рамках секции мы говорили сегодня об этом, правда, не всегда об этом, например, наши медицинские коллеги, они очень широко представили замечательную деятельность, но там опять не было как бы выделено категории педагогических работников. Вот все-таки я обращаюсь к вам, давайте мы поднимем на более на высокую ступень эту проблему. Она действительно очень важная и очень злободневная. Поэтому думаю, что замечательно, что вот я сначала очень сожалела, что я попала на вашу секцию, а теперь я думаю, что это замечательно, что я на ней оказалась, потому что эта проблема меня волнует. Я много ей занимаюсь, у меня были экспериментальные площадки на эту тему. Но вот у меня такой аспект, вот через профессиональную деятельность, как оптимизировать ее. Кто-то у вас, так сказать, момент, связанный с психологическими компонентами. Вот давайте мы как-то будем продвигать это направление, очень важное направление, поскольку учитель – это, в общем-то, ну, ключевая специальность сейчас в нашей стране. Я с вами абсолютно согласен, Ольга Семеновна, дорогая. Более того, значит, мы говорим о здоровье и должны говорить о здоровье в широком смысле этого слова. То есть это не только здоровье физическое, здоровье психическое, да, но это здоровье и духовное, это здоровье социальное, вот здоровье в целом, сказать, общества, да. Не случайно вот сегодня переформатированные центры медицинской профилактики в центры общественного здоровья.
Вот. И, конечно, вот наши коллеги, они показали такой очень широкий масштаб своей работы, значит, с населением, да, вот, но вот и еще раз хочу я подчеркнуть, действительно сказать, я поддерживаю вашу здесь мысли, и мы на них акцентированы, что здоровье вообще в обществе, конечно, нужно вести по разным линиям, так сказать, оздоровительную работу, но будущее наше здоровое, если мы хотим здорового будущего, так сказать, мы должны начинать это со школы, дошкольных образовательных учреждений, а по большому счету самого педагога. Потому что это не только его мастерство педагогическое, но это его еще и культура педагогическая, психологическая, это его духовность. Да, это то, что он может нести и давать детям, сказать, это в плане, сказать, формирования именно здоровой личности, полноценной во всех смыслах, во всех аспектах, гармоничной личности. Поэтому вот здоровье нужно именно в широком смысле рассматривать. Ну а мы вот здесь вот затронули с нашими коллегами, вопрос мы этим занимаемся, конкретно, сказать, вот этих ресурсов. И на самом деле эти ресурсы, они многоаспектные. Это ресурсы и самих технологий педагогических, да, здоровья сберегающих. Это ресурсы коммуникации с учащимися, вот именно, так сказать, культура коммуникации, отношения с учащимися, значит, и, конечно, это внутренние ресурсы. Вот в этом смысле, в этом плане, как раз то, чем мы занимаемся, это мало, так скажем, у нас представлено и мало развито и так далее. Ведь деятельность педагога, она сопряжена действительно, сказать, с огромными нагрузками, с огромной ответственностью, да, с проблемами, с конфликтами, да, и так далее. Поэтому, сказать, педагогу нужны ресурсы больше, чем, может быть, каким-то другим специальностям. И эти ресурсы он может и должен развивать, может и должен ими пользоваться, и они есть, они заложены в природе самой человека. И это, как бы, так скажем, уже механизмы саморегуляции, возможности человека и так далее. Поэтому вот мы ищем пути, технологии вот, развития этих ресурсов и использования этих ресурсов. Вот, но вообще вы абсолютно правы, нам нужно объединяться, нам нужно в комплексе, так скажем, все аспекты здоровья, значит, использовать. Ну и, конечно, прежде всего, центральная фигура, учитель должен быть учителем здоровья в широком смысле этого слова. Учителем здоровья детского, учителем здоровья среды, учителем здоровья общества. Виктор Васильевич, я вас целиком и полностью поддерживаю, но я хочу вам, может быть, подать такую некую инициативу. Вы ведь являетесь сопредседателем экспертного совета при Государственной Думе, при Комитете образования. Может быть, нам там как-то провести круглый стол на эту тему? Потому что, чтобы поднять, так сказать, вот этот вопрос, ну, на более, так сказать, четкую высоту, потому что он совершенно не освещается сейчас в проблематике реформ педагогических, не освещается. Да, все правильно. Я вам должен сказать, что вот сейчас будет решение, резолюции завтра. Вот я уже ее видел, я принимал участие в составлении этой резолюции, и мы уже внесли, сказать, туда предложение в эту резолюцию, как раз и в плане повышения квалификации учителей через там дополнительные программы повышения квалификации региональный институт развития образования, да, и, так скажем, возвращение или разработки специальной программы подготовки учителя здоровья, педагога здоровья. Вот. Ну и, конечно, внедрение вот корпоративных оздоровительных программ в коллективы, педагогические коллективы. Вот мы сейчас хотим в нашем городе Надыме, предлагаем органам образования нашего города, сказать, чтобы провести вот такое вот масштабное внедрение программ, корпоративных оздоровительных программ для именно учителей, чтобы повысить их потенциал, чтобы повысить их жизнеспособность, чтобы научить их методам восстановления, укрепления и совершенствования своего здоровья физического, психического и всех других аспектов, так сказать, своей жизнедеятельности.
Спасибо большое. А то, что, о чем вы сказали, мы, я не знаю, нас слушает сейчас или нет, или он ушел, Фарис Фахразович. Фарис Фахразович ушел. Ушел, да, но мы обязательно в следующее заседание, когда оно будет, я буду, значит, настаивать на том, что в одно из заседаний, или, может быть, даже самое первое заседание… Посвятить этому вопросу. Да. Ну, да, я вот. с удовольствием поприсутствую, тогда, может быть, подготовлю специальный доклад. Я Хорошо. просто была сегодня не готова к этому. Хорошо, хорошо. Мы давайте с вами действительно взаимодействовать, давайте с вами дружить, вот, заниматься совместными исследованиями и разработками. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Мы соратники. Да. Здоровья Так, вам. Да, спасибо, взаимно. Уважаемые коллеги, кто еще хочет выступить или вопросы какие-то задать? Я очень внимательно все слушала, честно говоря, вот те технологии, которые были представлены, они ведь отработаны были на коллективе школы Лукоморья 1998, школа здоровья. Да? К сожалению, сейчас эта школа переформатирована, но она же позволяла как раз им восстанавливаться, то есть технологии уже откатаны есть. То есть мы как бы стоим по, ну вот как за столом, да, вы с одной стороны, мы со своими технологиями с другой стороны. Берите, пожалуйста, мы готовы это все предоставлять. Это как раз здесь здоровье педагогов, здоровье педагогов. Спасибо большое. Значит, но вопросы здоровья вообще человека, внутренних ресурсов, управления своим здоровьем – это вопрос очень серьезный, очень сложный. Вот. Здесь есть исследования в этом плане, разработки и так далее. Сказать, это специальные программы, которые обучают человека саморегуляции на самых разных аспектах, на всех его уровнях, физическом, психологическом, духовном уровне, психофизическом, психофизиологическом и так далее. Сказать. Это особая специальная как бы область внутренних ресурсов человека. Еще есть желающие выступить? Если нет, коллеги, ну тогда мы будем завершать. Вот, спасибо всем большое, всем участникам, особенно, естественно, докладчикам за такие содержательные доклады. Мы перебрали все по времени, вот, но на самом деле каждому хотелось высказать все, что вот у него накопилось, да, свои идеи, мысли, опыт, и предложения и так далее. Поэтому всем большое спасибо. Вот, спасибо всем, кто нас слушал как бы до конца. Вот, и, значит, смею вас заверить, что вот это направление, оно будет дальше как бы развиваться, потому что, ну, сегодня мы понимаем ценность здоровья человеческого. Оно еще больше стало, на первое место выдвинулось совершенно, сказать, для всех нас. Вот. Ну и, конечно, вот возможности человека в укреплении своего здоровья, они заложены в его тоже и иммунитете, и во внутренних ресурсах. Вот поэтому всем нам с вами не бояться сегодняшних вот этих вирусов, да, укреплять свое здоровье, вот, развивать свои защитные силы, вот, чтобы потом, чтобы, так сказать, успешно, так скажем, продуктивно, радостно трудиться и жить. Вот, и работать с нашими детьми, и нести детям вот это вот ощущение и здоровья, и радости, и счастья, любви и так далее. Спасибо всем большое, уважаемые коллеги. Мы закрываем наш круглый стол, но я хотел бы насчет завтрашнего дня еще сделать маленькое объявление. Завтра будет заключительное пленарное заседание в 14 часов до 15:30. Это по Москве. Вот. А в 15:30, 16:30 это церемония награждения лауреатов, победителей и 11 и 12 Всероссийского конкурса «Учитель здоровья в России». Но это идет по отдельной программе, поэтому все, кто желает, могут тоже принять участие в этом. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Вот, всего вам доброго, здоровья, еще раз здоровья, бодрости, уверенности, оптимизма вот, в нашей с вами жизни. От нас зависит будущее, от нас зависит здоровье общества, от нас зависит здоровье наших детей. Будем ответственно сказать и за себя, за свое здоровье, и за здоровье наших подрастающих поколений. Спасибо большое.
уважаемые коллеги.